И это наш кыргызский туризм делает, наоборот, отличным от всех других. Стоит ли входить в турбизнес в 2025 году, если ты живешь в Кыргызстане? Конечно, не входите в туризм, мы должны работать здесь одни. Какое количество компаний примерно не зарегистрированных, как ты думаешь, на сегодняшний день в Кыргызстане? Если я, как туроператор, начну бронировать напрямую гида и водителя, то моя репутация упадет ниже плинтуса, потому что мне скажут: Сергей, ты работаешь нелегально в нашей стране, почему ты залазишь на наш рынок, туры в Кыргызстане нужно развивать, чтобы у нас не было 1000 туристов в Григорьевском ущелье, а в Джуку через дорогу 0 туристов. У нас получается здесь базар-вокзал, а там такое же красивое ущелье никто не посещает. Мы не просто показываем природу страны, а мы еще можем насытить интересными событиями. И это все делает тур таким уникальным. Туристы готовы ради этого лететь в Кыргызстан. У тебя из туалета каждый уважающийся блогер вещал сторисы. Кустики были настолько заняты, что уже сами хозяева полей бегают с теми же вилами, орут на туристов. Небольшая рекламная вставка. Если вам нужна студия для видеозаписи, а также вам необходимо снять видео, подкаст, либо какой-то другой формат контента, обязательно обращайтесь. Вся подробная информация по ссылке в описании. Добрый день, с вами «Не всегда выходящий подкаст», и сегодня в гостях у нас туроператор, экс-президент КАТО, это Кыргызская ассоциация туроператоров. Просто хороший человек. В прошлом гид-переводчик, как это о нем можно сказать, как какой гид не мечтал стать туроператором, вот как раз Сергей Глуховеров таким и стал. Добрый день, Сергей. Да, здравствуйте, Дмитрий, спасибо за приглашение. Видишь, как ты со мной официально на «вы». Вот, хотя с Сергеем мы знакомы еще, наверное, с университета. Да, много-много-много лет. Вот. Тема нашего сегодняшнего, он какой-то еще не раскачанный, потому что 8 утра, человек занятой. Вот. В отличие раньше в 8 утра тебе можно было хотя бы дозвониться, а сейчас тебе можно дозвониться только в короткий период времени, потому что, видимо, в туризме Кыргызстана у нас все очень хорошо. Вот об этом у нас и тема. Перспективы развития туризма в Кыргызстане на 2025 год. Что ты скажешь, будет турсезон в этом году или не будет? Турсезон будет, хотя боимся зарекаться после всех наших событий, то ковид, то что-нибудь еще уже страшно загадывать. Но в целом, если ситуация будет стабильная, мировая, в Кыргызстане, то мы уверены, что турсезон будет очень хорошим. Уже идут очень много заявок, очень много писем, потому что все люди, которые бывали в Кыргызстане, или возвращаются сами увидеть вторую часть Кыргызстана, которую не видели, юг или север, в зависимости, где они уже были, или прилетают их друзья, родственники, коллеги, потому что за мою практику не было ни одного туриста, кто уехал бы из Кыргызстана и сказал бы: ой, здесь мне не понравилось. Несмотря на плохие дороги, какие-то неразвитые некоторые места проживания, сервис, но в любом случае именно природа Кыргызстана, колорит Кыргызстана, наше своеобразие, оно намного превышает те впечатления негативные, которые в любом случае в любой стране появляются у клиентов. Потом Кыргызстан пока очень много желающих приехать. Первый вопрос такой, стоит ли входить в турбизнес в 2025 году, если ты живешь в Кыргызстане или в России, и развивать здесь туристическую компанию? Ну, все бизнесы разные, естественно, и Такой туризм. сразу, нет, конкуренты же. Да, я даже подумал, правду сказать или как? Конечно, не входите в туризм, мы должны работать здесь одни, но опять же, мы за то, чтобы наоборот было больше качественных, хороших туроператоров, ательеров, владельцев юрточных городков, потому что если будет больше выбор, больше качества, больше конкуренция, то и общий поток туристов увеличится. Если вы помните, мы даже делали выпуск, где мы готовили семинар для гидов-переводчиков, где бесплатно обучали всем нашим секретам, фишкам, как встречать, провожать, удивлять. Потому что если не только там 10 лучших гидов страны будут работать в одной компании, самые лучшие, а 500 гидов по стране будут шикарно откатывать туры, то общий поток клиентов Кыргызстана просто будет увеличиваться в разы. Тогда и работы больше все будет, тогда мы сможем цены поднимать на наши услуги, потому что клиентов будет больше, чем мы можем принять, и мы не будем тягаться и пытаться там конкурировать за каждого клиента, сбивая цены, а наоборот, мы скажем: нет, эти клиенты нам не интересны для нашей страны, нам интересны более там качественные клиенты.
Я тебе предлагаю сделать такой формат сегодня, чтобы не уходить в долгие монологи и рассуждения там, перспективы развития туризма, вот мы построим город Осман, мы сделаем что-то такое. Давай мы будем говорить такие шот-вопрос и ответ, типа брифа, потому что мы друг друга знаем давно, и, в принципе, нам скрывать от друг друга нечего. От аудитории я тоже от своей ничего не скрываю. Вот поэтому я сейчас постараюсь сделать так, чтобы Сергей рассказал как можно больше о туризме, потому что когда-то давно, лет 15 назад, мы чуть-чуть вместе поработали туризмом, и мало кто знает, что я тоже долгое время горбатился на благо кыргызского туризма, в том числе и гидом. Следующий вопрос будет такой: какое количество туристических компаний сейчас в Кыргызстане? Ох, это очень такой сложный вопрос, потому что в наша КАТО, Кыргызскую ассоциацию туристских организаций, раньше называлась туроператоров, потому что были туркомпании. Сейчас мы переименовали как в туристских организаций, потому что уже входят ательеры, входят транспортные компании, входят университеты. То есть мы расширяемся, чтобы нужно было защищать и продвигать интересы туризма на более качественном уровне. И у нас в ассоциации вообще 90 членов. Из них туроператоров около 60. Но это туркомпании, которые захотели войти в ассоциацию, вместе с нами встречаются, продвигают полезные проекты по экотуризму, по законам в туризме. А есть огромное количество туроператоров, которые работают самостоятельно. Чтобы закрыть вопрос с КАТО, сколько стоит членство в этом году в КАТО и что оно дает? Членство стоит 15 тысяч сомов в год. Это доступ ко всей информации, то, что происходит в туризме, по границам, по визовым вопросам, по изменениям в налоговой сфере, по законодательству. И плюс, когда возникают какие-то новые препоны, которые мешают туризму как по законам, так и по различным другим направлениям, то КАТА сразу реагирует, встречается с госорганами, встречается с юристами, защищает свои интересы, чтобы этот баланс, то, что нужно для страны, для туроператора, для туризма в целом, был соблюден. И потом поодиночке не ходить, но стучаться в двери чиновникам и говорить: а вот надо было вот так сделать, или вот там проблемы на границе. Мы это ашаром, сообща, одним кулаком идем, продвигаем, защищаем свои интересы. Это очень нужно. Это очень помогает. И уже последние 2-3 года мы наладили очень хорошие, такие добрые отношения с госорганами. Если раньше, я помню времена, когда мы друг друга встречались, какие-то были недовольные лица, что вы нас учите, как работать, а вы нам мешаете работать, взаимоупреки, то на сегодня наоборот. С госорганами у нас очень хорошие отношения, и мы можем позвонить руководству, спокойно объяснить ситуацию, они входят в положение. Если мы правы, помогают. Если мы не правы, они говорят: нет, ребят, вот так, вот так, вот так вот, это неверно по закону. Мы соглашаемся, и сейчас прям работать стало в удовольствие. Давай назови мне так, 3 пункта, почему туркомпания должна вступать в КАТО. Ну вот, допустим, мы с тобой обсудили 90 членов, но на самом деле это следующий вопрос будет. В процентном соотношении сколько зарегистрированных турфирм или нет. Ну вот, так как ты был сейчас являешься экс-президентом Кыргызской ассоциации туроператоров, то вот когда я буквально неделю назад разговаривал со знакомым, у которого есть своя турфирма, и он мне задал такой вопрос. Ну вот я же типа не официальная туркомпания, не вот эта элита, которая в КАТО, и задумывается тоже вступить в КАТО, но он не видит перспектив вступления в КАТО. Вот назови 3 основных перспективы. Во-первых, это доверие к вашей туркомпании. Например, вы знаете, что часть стран, Кыргызстан, до сих пор визовый режим, и при подаче на электронную визу нужно подтверждение от туркомпании. Если туркомпания не входит в КАТО, то у госорганов могут возникнуть вопросы. Не однодневка ли эта компания, что она сделала приглашение, приедет сюда 10 а-ля туристов, а сами будут работать в швейном цеху и оставаться нелегально в стране. Когда вы входите в КАТО, вас проверяет, во-первых, КАТО, во-вторых, ваши списки подаются потом госорганам. Когда вы подаете приглашение на визу, мы, как КАТО, уже гарантируем, что эта компания существует, у нее есть офис, у нее есть стаж, у нее есть какая-то репутация, и тогда вашим туристам выдадут визу. Если вы частная компания, с нами делились госорганы, что очень много однодневок, которые не имеют офиса, просто открывают ОСО, шлепают приглашения за деньги, приезжают гости, не оставлять деньги в стране, как туристы, а просто начинают жить, учиться, работать на базарах, в швейных цехах, то есть незаконные мигранты, и эти компании начинают закрывать. Закрыли одну, они пошли,
взяли нотариуса, стали $100, им открыли новый ОСО. Таких офшорок очень много. Поэтому, естественно, очень много отказ в визах, а те, кто входит в КАТА, уже более благополучные компании, которые есть Кыргызстан, грант. то есть кыргызскую визу получить сложно? Часть стран, так как Европа, Штаты, Англия, они безвизовые, а вот Индия, Пакистан, допустим, им нужны визы. И причем визы нужны не просто, а с приглашением от туркомпании. То есть просто сами, если не подадут, будет отказ. Если не цепляют приглашение от туркомпании, что туркомпания гарантирует, тур Ну, купим, это тогда им ясно, да. выдают. Это первое, то есть визовая поддержка. Дальше. Второй вопрос — это работа с госорганами, допустим, по границам. Вы знаете, что у нас есть Каркара, у нас есть Кеген граница, у нас есть Таджикистаном границы. И если у вас продается тур по шелковому пути, и вы начинаете продавать, допустим, из Аша ехать в Худжант, потом, ой, оказывается, граница закрыта, а вы не знали, потому что информация это меняется в зависимости от ситуации в стране, или, допустим, у вас не было доступа к информации, то через КАТА вы всегда можете узнать точную информацию на сегодня. Какие границы открыты, во сколько они работают, открыты они для всех граждан, или только для третьих стран, или только кыргызстанцы и таджикистанцы могут проходить эту границу. То есть эту полезную информацию, даже если саму КАТу не знает, мы запрашиваем напрямую у руководства и говорим, что у членов КАТа появились какие-то вопросы. Граница редко посещаемая, можете просто дать точную информацию на сегодня, какой у нее статус. И мы сразу всем членам рассылаем информацию. То есть человек понимает, что происходит, какие планы на лето, на зиму на этих границах, и может координировать свои туры более качественно. Но открыть границу КАТО не в силах. Нет, это уже не наша работа. Хорошо, третье. Третье — это защита туризма в плане глобальных проектов. То есть КАТО проводит очень много семинаров и различных активных вещей по экотуризму, по образованию гидов, по семинарам для ательеров, что мы хотим как туроператоры видеть от отелей, какие отзывы у туристов, как можно сделать ваш отель, юрточный городок более экологичным, какие туры в Кыргызстане нужно развивать, чтобы у нас не было 1000 туристов в Григорьевском ущелье, а в Джуку через дорогу 0 туристов. У нас получается здесь базар-вокзал, а там такое же красивое ущелье никто не посещает. Потому что все шаблонно идут в одно место, и получается у нас порча природы. У нас туристы не чувствуют тот самый дикий Кыргызстан, неизведанный Кыргызстан, да, как часто его называют. То есть мы стараемся распределить поток туристов так, чтобы и природа отдыхала, и местные жители в регионах могли получать прибыль, а не только заезженные маршруты, которые вот катают каждый первый. Поэтому от КАТа мы стараемся еще и распределять поток туристов, чтобы стране было удобнее, жителям было удобнее, и сами жители в регионах не мчались, там, мы хотим все в столицу идти работать, а могли работать у себя в селе, у себя в ущелье, зарабатывать денежку и потом уже просто приезжать в Бишкек отдыхать. Ну, то есть у КАТО очень много плюсов, прежде всего, для развития туризма и для самой компании. То есть это не замкнутая компания, как вот множество ассоциаций, в которые ты вступил, и просто ты говоришь, что я в этой ассоциации, и все. Нет, на самом деле работы очень много. Я схожу в президиум, там тоже часть проектов идут совсем новых. Допустим, в этом году, в конце мая, немецкая ассоциация туроператоров, там огромное количество членов, мы пригласили в Кыргызстан, приедет 60 туркомпаний, самых ведущих, и мы благодаря членам КАТа, благодаря спонсорам, поддержке государства, сейчас планируем для них 5 инфотуров во все регионы Кыргызстана, где мы 60 человек поделим на группы, покажем им север, юг Кыргызстана, все города, и они потом уже расскажут свою презентацию у себя на родине Германии для всех своих членов. Что оказывается в Кыргызстане есть вот такие направления, активный туризм, просто классические туры. И кто бы это сделал в одиночку? Пригласить 60 турфирм, то это, ну, стоит больших денег. И перелеты, и отели, и экскурсии, и все Ну, остальное. вообще это так здорово, масштабно. Хорошо, вот у нас есть 90 официальных туристических компаний, которые зарегистрированы в КАТА. Вообще, какой процесс регистрации туристической компании? Это тебе необходимо ОСО открыть, взять патент или ИП открыть, допустим. Насколько я понимаю, в ИП нету там туристической деятельности. Как это Поправлю, сделать 90 можно? членов, но из них туроператоров около 60, остальное — это отели и университеты, и транспортные компании. Вот. Но в целом 90 членов КАТа. В КАТа принимаются только те люди, у которых есть ОСО. То есть ИП пока мы не принимаем. То есть если у вас есть ОСО, подаете
заявку о вашей компании, потом нужно письмо рекомендательное от других туркомпаний, которые вас знают, документы на вашу компанию, что вы существуете официально, и презентацию. Сначала это изучает президиум, узнает про ваш офис, про вашу компанию, если какие-то плохие фидбэки в соцсетях о вашей фирме. И потом вас приглашают на общее собрание туроператоров. Оно проходит 2 раза в год. И там вы еще раз себя презентуете, и потом идет общее голосование всех членов. Брать вас или не брать. То есть могут не взять. Могут не взять, если скажут, нет, мы знаем эту компанию, на нее туристы жаловались, или они перебивали клиентов, или мы знаем случаи, когда они брали оплату, допустим, и туристов не откатывали, и просто говорят, нет, спасибо, нам такие люди здесь не нужны. Поэтому в этом плане мы тоже боремся, чтобы не было всех подряд. Да, я об этом не знал, на самом деле. Вот. И какое количество компаний примерно не зарегистрированных, как ты думаешь, на сегодняшний день в Кыргызстане? Ну, не зарегистрированных в плане, давай поговорим о компаниях, которые обслуживают иностранный рынок. Ну, тут пальцем в небо, но я думаю, компаний 500 точно есть. То есть они существуют как ОСО, платят налоги, но они просто не входят в какие-то ассоциации, а работают самостоятельно. А И думаю, еще столько же, наверное, кто не зарегистрирован. То Что есть вы знаете, около что есть. 1000 компаний? Да, потому что очень много, допустим, участников, которые мы сейчас тоже пытаемся с этим бороться, не знаем, правда, как, которые, допустим, гиды или водители просто катают туры. То есть они не получают документы как ОСО, они не платят налоги. Естественно, цены у них ниже, потому что они берут клиенты и сами его катают. Но тут мы до сих пор ищем пути, как можно защитить рынок, при этом не испортить его, потому что если мы поставим постовых и везде проверять документы по Кыргызстану, на Буране будут стоять полиция, милиция, проверять такие же документы, что вы ОСО, потом поедут туристы там на петроглифов что-то на те спросят, потом в Караколе спросят, и у нас получится с вами здесь какой-то ужас. Туристы будут думать, что происходит, почему постоянно проверяют гиды, водители, документы. Поэтому это можно спугнуть туристов. Но при этом мы понимаем, что нужно подумать и о гарантиях уровня сервиса в туризме, потому что в случае проблем туристу некому обратиться. Хорошо, это понятно, но ты мне скажи, пожалуйста, вот есть там массу проблем еще с турфирмами, однодневками, которые я называю, которые ездят и через из Инстаграм продают фирм. Сейчас их просто десятки или сотни. Смотри, здесь медаль имеет 2 стороны. С одной стороны, они делают и хорошее дело, если они делают качественный контент и качественную рекламу. То есть я знаю большое количество старых туркомпаний, у которых даже нету страницы в Facebook, в Instagram, они только делают рекламу через поездки на выставки. Естественно, в Кыргызстане сложно будет узнать людям во всем мире, 21 век, не все туристы ходят на выставки, а благодаря этим маленьким компашкам, которые качественно умеют пользоваться дроном, Инстаграмом, снимают фото, видеоролики и делают рекламу страны за рубежом, благодаря этому, они и приносят туристов в страну. Да, из них, допустим, половина поедет через них, а вторая половина просто увидела шикарный ролик и стала искать в интернете и нашла полноценную хорошую туркомпанию с хорошими отзывами. То есть плюс есть от этих людей. Минус, что они не платят налоги. Потому что, не платя налоги, естественно, их тур становится дешевле. Мы, туроператоры, мы платим налоги, наоборот, полностью. Все переводы через банковский счет. Мы знаем, что мы заплатили, что любая проверка придет, мы показываем документы, и мы работаем в чистую. Поэтому наш турист получает визы, у наших туристов нету проблемы на границах, потому что мы всегда можем идти, стучаться в двери, разговаривать с госорганами, потому что любая проверка покажет, что мы компании существующие, платящие налоги. Но налоги стоят денег, и наш тур становится автоматом дороже, чем у этих частников. Поэтому желательно, чтобы, конечно, частники, если хотят работать, мы не против, пускай регистрируются, также получают деньги на банковский счет, переводы за свои туры, и конкурируют уже более качественно. Если я вот тебе не задам такой вопрос, меня подписчики не поймут. Или там кто нас слушать будет. Условно говоря, скажи, пожалуйста, вот сейчас огромное количество блогеров, довольно известных, которые в Кыргызстане известны и по всему миру, открыли свои туристические компании и начали ездить там в формате самостоятельных гидов, либо в формате продажи туров в Кыргызстан. Вот это как-то регулируется? И вообще это нормально или ненормально? Ну, то есть, условно говоря, здесь есть две медали. С точки зрения кыргыза,
ну вот меня, кыргызстанца, да, мне кажется, ой, вот они продают туры в нашу страну, они на этом зарабатывают, на-на-на, бюджет недополучает. Но с точки зрения другого, вот, допустим, жена твоя, Мгм. Анетта, она же продает тоже туры в другие страны. Насколько я понимаю, она сейчас торгует круизами, Мгм. да, и это практически то же самое, да. Вот как ты к этому относишься и как ты можешь объяснить аудитории? Ну вот смотри, когда мы продаем круизы за рубеж, мы не бронируем сами напрямую, заходим в лайнер, говорим: "Дайте нам 3 каюты, мы оплатим вам кэшем на руки". Мы бронируем через круизную компанию, которая платит свои налоги. Мгм. Когда, допустим, российская компания, маленькая или большая, или европейская маленькая компания или большая, она бронирует через кыргызскую турфирму тур, то все это получается в чистую. Мы оплатили налоги и всё организовали. Другое дело, то, что ты говоришь, когда российская компания, частник или там полуОСО начинает бронировать сама. Гиду напрямую заплатила через интернет деньги, сама водителю заплатила напрямую деньги, сама отели все забронировала. Получается, мы, туроператоры, остаемся в стороне, налоги за организацию тура не поступают в казну, но, с другой стороны, хотя бы маленькая сумма поступает через налоги тех самых отелей. Ну вот они говорят, мы в Кыргызстан привозим там, основные отмазки я тебе буду говорить, мы в Кыргызстан привозим там тысячи туристов, и Кыргызстан зарабатывает на этом. Но зарабатывают же, вот как ты сейчас правильно сказал, отели, гиды и водители. А налоги не платят, и их проверить никак нельзя. Отель налоги платит по-любому, потому что Мгм. идет регистрация, туристов проходит. Платят налоги рестораны. Гиды, водители, у кого-то есть патенты, кто работает добросовестно, деньги поступают в казну. Кто-то не берет патенты, работает зайчиками. Но процент, на самом деле, я думаю, со временем будет уменьшаться, потому что все-таки у нас уже налаживается эта работа, и сами туроператоры уже требуют и от гидов, и от водителей, чтобы были патенты. Если у них есть патенты, автоматом они, значит, могут делать А у гидов самодеятельность. сейчас есть патент. Как переводчики. Самого гид пока еще не существует такого понятия в Кыргызстане. Есть понятие переводчика. Их патенты пока действительны. Вот. Но, возвращаясь к вопросу, вот когда маленькие компании напрямую бронируют, мы разговаривали с отелями, они тоже сказали свою позицию. Сказали: "Сергей, а почему вот, да, вам, туроператорам, конечно, это не очень хорошо, то, что в обход вас поступают туристы в страну, но нам, ательерам, по сути, какая разница? Или через вас оплатили, или напрямую заплатили из-за рубежа. Поэтому у нас заполняемость отеля идет, мы платим налоги, наши сотрудники все работают, трудоустройство местного населения идет, Ну ты тут они тоже довольны". предвзят, потому что у тебя какое количество отелей? Самое большое в Кыргызстане во владении. Ну, не во владении, мы перепродаем. Мы об Да. этом еще поговорим. Ладно, я просто хотел сказать, что ты тут тоже предвзят, поэтому это, мне кажется, с отелями несовместимо. Мое личное мнение, что если ты ведешь туристическую деятельность на территории Кыргызстана, то есть ты занимаешься бронированием отелей и организацией туров, прописанием программ, то есть ты не перепродаешь эти программы, то ты должен регистрировать здесь свое ИП хотя бы, либо ОСО и выплачивать налоги от прибыли. А так это получается, ну, по меньшей мере, по сути, отмывание денег. Ну, не отмывание денег, это называется работать, не платя налоги. Черную, да. Да, потому что если прям работать по-честному, то эта же компания должна просто взять местного гида или водителя, на него открыть ОСО, заплатить налоги, переводить деньги на ОСО, и уже с этого ОСО делать брони отелей, гидов, экскурсий, там, шоу, ресторанов и всего-всего-всего. Они этого избегают. Естественно, мы тоже недовольны этим, туроператоры, но и запретить очень сложно. Потому что, допустим, есть Booking.com. Ты же не скажешь Booking.com, не работай в Кыргызстане. Они просто берут, бронируют напрямую через Booking.com. Нету запрета, что напрямую нельзя забронировать машину в Кыргызстане. Он говорит: "Нам нужна только машина". Находит в Инстаграм водителя, оплачивает ему деньги, он их катает по стране. То есть такого тоже нет запрета, что по Кыргызстану ты обязан взять и гида, и турфирму, и там прописать Нет, ну маршрут. ты же Это тоже тоже можешь глупости. поехать в Европу и сделать. Я тебе Да, говорю про да. классические туры. Вот когда идет караван туристов, там Мгм. обвешанный, условно говоря, э, лейблами известных гидов или известных гидов, потом эти, как их, турлидеров, Мгм. потом компаний, ну, условно говоря, много таких есть, кто этим промышляет. И сейчас ты видел, в последнее время джип-туры-то стали гиперпопулярными, тоже благодаря тебе во многом. Вот. И
Ну, я про такие говорю. Их же никак не отследишь. Да, мы делали специальное собрание в КАТА, потому что вопрос часто поднимается, как можно защитить рынок. На самом деле пока решение не найдено. Допустим, в Таджикистане нужно огромный пакет документов, чтобы открыть ОСО. Но он не такой огромный, если, по сути, потратить неделю времени, пройтись по всем инстанциям, тоже заплатить там официальную энную сумму за открытие ОСО, ее можно открыть. То есть преграды, чтобы работали только кыргызские фирмы в Кыргызстане, такого нету. Если даже появится такой закон, то российская компания просто пойдет к нотариусу, потратит там 10 дней на подготовку документов, самых сложных, если там же сделать какой-то перечень требований, и она откроет эту фирму. Вот, допустим, условно говоря, ты продаешь туры по шелковому пути. Вот. У тебя в каждой стране, куда ты продаешь туры, есть либо партнеры, либо ОСО. Да, у нас только ОСО в этих странах. Мы не бронируем сами там в Узбекистане узбекского гида, узбекскую машину и отель отдельно. Мы отдаем бронь официально узбекскому туроператору, переводим деньги на его счет, и он сам уже занимается бронированием. Потому что если я как туроператор начну бронировать напрямую гида и водителя, то моя репутация упадет ниже плинтуса, потому что мне скажут: Сергей, ты работаешь нелегально в нашей стране, почему ты залазишь на наш рынок и забираешь наших клиентов? То есть здесь дело чести. Для многих дело чести, оно идет ниже дела прибыли, и они начинают просто напрямую заходить, сами бронировать машину, гида и отели. Мы с тобой в негатив уходим. Давай, мы же договорились поговорить о позитиве, о том, о налогах, о каких-то суммах и тому подобное. Сейчас люди придут, которые пришли, посмотрят, скажут, о чем они вообще говорят? Вообще это явно проплаченный государством подкаст. Давай поговорим о непосредственно развитии туризма. Вот смотри, если еще лет 15 назад, там, выложив фотографию Кельсу, весь Кыргызстан просто взорвался, и через 3-4 года мир взорвался от Кельсу, э, то сейчас там тысячи роликов про Кыргызстан. Это как-то влияет на приход туристов? Конечно, влияет, потому что каждое новое место, оно привлекает еще больше гостей. Я знаю лично многих гостей, которые после фотографии Кельсу сказали: мы хотим вообще увидеть Кыргызстан. Сначала они увидели озеро, потом узнали, что Кыргызстан вообще существует, и прилетали в страну ради этого. Но здесь нам очень важно теперь, знаете, не устроить из Кыргызстана какой-то переполненные пляжи Таиланда, когда просто будут толпы туристов ходить в то же самое озеро Кельсу, или как это, Семёновско-Григорьевское ущелье сейчас, переполненные просто клиентами и туристами. У нас в Кыргызстане очень много мест, которые еще не изведаны. И вот если приедет 1000 туристов и поедет по 10 человек в каждое ущелье, тогда мы и природу не уничтожим свою, и туристы почувствуют: вот он, дикий Кыргызстан, я один, и вот 8 туристов на все ущелье гуляет. Но для этого нужно сообщать, делать какие-то новые маршруты, изведывать их. И, кстати, благодаря нашим хорошим кыргызским блогерам появляются такие новые направления, когда они выкладывают фотографии, чертежи, маршруты, где они побывали. И нам, всем туроператорам и всем работающим в туризме, очень важно этот поток туристов научиться распределять. Эти поехали в Чичкан, эти поехали в Джуку, эти поехали еще куда-то, в сторону Нельчека. Тогда Кыргызстан не будет перегружен, и не начнется обратная реакция, что зачем нам столько туристов в стране, все затоптали, все заели, везде машины, везде шум, гам, и мы просто теряем страну. Плюс, если мы делаем качественный туризм, а не просто, как мы говорим, дрова, да, перевести, есть такая фраза, с точки А в точку Б. Если мы делаем качественный туризм, различные фишки, сюрпризы клиентам во время маршрутов, то мы можем увеличивать ценник в страну. То есть привести в страну не 1000 туристов, которые оставят маленькую сумму, лишь бы прокатнуться, а привести 500 туристов, которые заплатят в 2 раза больше за тур, то есть в казну поступит столько же денег, турфирмы заработают столько же, но в страну прибудет меньшее количество людей, которые не будут перенасыщать территории. Для этого нам нужно поднимать уровень сервиса, чтобы люди были готовы заплатить. Просто так платить за плохой сервис никто не будет. Давай поговорим о стоимости туров в Кыргызстане. Вообще вилку, вот сколько стоит самый дешевый тур для иностранца или ну, любого иностранца. Возьмем там с ближнего, дальнего зарубежья, с Европы, с Америки. Сколько стоит самый дешевый тур в среднем, вот продают турфирмы, условно говоря, зарегистрированный, не зарегистрированный, культурный, я имею в виду, 7-дневный. И сколько стоит самый дорогой тур?
Ну, примерно. От 500 до 1500 долларов человека. Это зависит от начинки. Потому что одно дело переночевать в Бишкеке 3 звезды отель или в Хаяте. То есть вот вам уже полбюджета сразу ушло. Также по Кыргызстану. Или поехать на Toyota Sequoia джипе, или взять новый там LX 570. Тоже в 3 раза Или на дороже. бусике. Или на бусике поехать 15 человек в один бусик залезть. То есть тут цены очень разнятся в зависимости от того, что ожидает турист. Но уже радует, что у клиента появляется выбор. Если лет 5 назад были делики и спринтеры, то сегодняшний день можно взять и В-классы Мерседесы, и дорогие новые ленд-крузеры, и простые машины подешевле. То есть клиент может выбирать. То же самое поездка в Аларчу, она может ему выйти как в 5000 сомов, так и в 50 тысяч сомов. В зависимости от уровня машины, на которой он хочет прокатнуться. Поэтому и клиенты с разным бюджетом начинают приезжать в Кыргызстан. Они понимают, что есть отели и простенькие, если его бюджет не позволяет, есть отели шикарные, есть глэмпинги появляются новые, дорогие. Поэтому Кыргызстан уже может принимать туристов разной категории. То есть в среднем европейской семье стоимость тура из 3 человек, стоимость тура обойдется где-то среднего, да, в районе 3-4 тысяч долларов, без билетов. Без билетов и в среднем цены в Кыргызстан, они не дорогие, не дешевые. Сравнивать с Европой, естественно, это намного дешевле. В Европе покушать в ресторане стоит Давай человек сравним вот цены 100 долларов. отдыха в Кыргызстане и цены, допустим, средние, ну, возьмем твой же сегмент, сколько стоит в среднем поехать в круиз? Вот такой же семье из 3 человек, от и до. Ну, в плане того, что если европейская семья поедет отдыхать на неделю в Кыргызстан, она заплатит где-то в районе 3-4 тысяч долларов, а если кыргызская семья поедет по Европе на лайнере, сколько она отдаст? Из 3-4 человек. Ну, из 3 человек, да. С лайнерами сложно сравнивать, потому что лайнер — это плавучий отель. Он не делает экскурсии, ты приплываешь, находишься на лайнере, и там включено проживание и питание. Все доп. Экскурсии идут отдельно. Поэтому лучше будет сравнить туры в Кыргызстан на машине по стране и туры в Европу на машине по стране. Тогда будет уже понятна разница. В Кыргызстане, допустим, машина стоит в день около 150 долларов в среднем. Небольшие маршруты по нормальным дорогам. В Европе такая же машина на такое же расстояние будет стоить 600 долларов в день. То есть это уже намного дороже. Гиды в Кыргызстане стоят примерно 50-70 долларов в день. В Европе такой же гид будет стоить 200-300 долларов в день. То есть по Кыргызстану намного дешевле путешествовать. Но не нужно забывать про такие страны, как Таиланд и Вьетнам, и это еще дешевле. Поэтому, по сути, туризм Кыргызстана и Центральной Азии, мы конкуренты не между собой, потому что в целом цены Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, они одинаковые. Мы должны больше конкурировать с такими странами, как Таиланд и Вьетнам. Потому что у них другой рынок, тоже экзотика, но там намного дешевле проживание, питание и услуги тех же гидов и водителей. То есть нам нужно сообща уметь переманить клиентов именно в наши страны. Поэтому сейчас стало модно последние несколько лет соединять именно ВШП, Великий Шелковый путь. Потому что турист, приезжая в Кыргызстан, это очень дорогой перелет. А если он сразу заодно через стенку видит Узбекистан, заезжает в Таджикистан, улетает, то у него уже больше соблазна приехать именно в наши страны. Вот он уже заплатил за авиаперелет. Почему заодно природа Кыргызстана, там здание, красивая архитектура Узбекистана. Или экзотика Туркменистана заехать надо Ну, рваться. с этого и начинался кыргызский туризм. Ты говоришь, сейчас популярно стало. Я помню, когда было много гидов в то время, когда я учился в университете, да и ты, я даже знаю одного такого, который ездили по одному маршруту Бишкек-Торугарт. И эта часть маршрута была Великого Шелкового пути, который продавали узбеки на тот период времени. Вот и сейчас то же самое развивается, только в больших масштабах, или как это происходит? Начинается в больших масштабах, потому что турист хочет увидеть несколько стран сразу. И плюс наши туроператоры стали понимать, что выгодно соединять, чтобы удлинить себе турсезон. Кыргызстан, мы все знаем, что это пик сезона июнь, июль, август. А в Узбекистане это, наоборот, весна и осень. И у них там огромное количество туристов, которые прилетают именно эти месяцы, когда у нас в Кыргызстане простой. И если грамотно комбинировать рекламу, что вы можете приехать в Узбекистан и заодно в Кыргызстан увидеть,
то тогда узбекские туркомпании могут больше заработать, и наши туроператоры будут работать 9 месяцев в году, а не 3. Получается, и отели в регионах будут дольше работать, и гиды, и водители, и получают зарплату 9 месяцев в году, а не 3. Естественно, гиды не будут менять профессии так часто. Ты Водители сейчас получают... не совсем понятно объяснил. То есть сейчас официальный туристический сезон в Кыргызстане 3-4 месяца, да, максимум. С мая по сентябрь, 5 месяцев. С мая по Ну, сентябрь. пол мая, пол сентября. Вот. Что касается развитого осеннего и весеннего туризма, то его практически нет, или есть он? Туристы приезжают, но в очень малом количестве. А зимний? У нас же есть горнолыжные базы и тому подобное. Горнолыжная база — это совсем другой туризм, так как пляж Иссык-Куля летом, горнолыжки зимой. Мы говорим о классических турах по стране. То же самое зима, мы привозили туроператоров своих в инфотур зимою, и они, продавав Кыргызстан только в летний период, начали предлагать зиму, и на нас сильно ругались, почему мы не рассказали им о том раньше, что, оказывается, и зимой в Кыргызстане красиво. То, что мы завозили их вокруг Иссык-Куля, в ущелья, замерзшие водопады, Беркучи завозили, фольклорные шоу показывали, конные игры показывали, там мастер-классы приготовления кыргызской кухни. И все это днем сопровождалось красивыми пейзажами. И они возмущались, говорят, почему вы не рассказываете всему миру, что, оказывается, и зимой можно у вас путешествовать. Не только лыжи, 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 а именно обычные туры, то же самое, что мы делаем летом, классические туры. Да, не будет юрт, только всего пару мест, кто зимой ставит юрты, их очень мало. Ну, в Джергалане сейчас В ставят. Джигалане, Джитыогузе есть юрточные городки, на южном берегу ставят, бывает круглый год. То есть они сокрушались, что мы сами, кыргызстанцы, не знаем, где мы живем. Что у нас намного красивее, допустим, та же самая Лапландия, которая работает только на зимнем туризме, это больше равнинные горы. То есть а-ля нашего Чонарыка. Холмики. Но из-за того, что люди знают, что в Лапландии снег и красиво, те, кто снег никогда не видел, как огромное количество стран, они туда приезжают просто поиграть в снежки, просто прокатнуться на машинах, увидеть снег. А в Кыргызстане у вас и перепады, и перевалы, и озера, и водопады, и огромное озеро Иссык-Куль, и культурная часть очень сильно развита. И можно, по сути, делать 12 месяцев в году туризм. Но если вы откроете на сегодня в Гугле и наберете туры в Кыргызстан, то 99% фотографий это будет лето. Джайло, юрта и все. Именно зимние фотографии дороги, зимние фотографии рек, озер очень мало. Ну, мы сейчас хайпанулись с зимним туризмом на Кельсу. Как ты, кстати, к этому Ой, относишься? очень плохо относимся, поэтому и говорю, что пора уже как-то распределять эти потоки туристов, потому что сумасшедшие туристы никому не нужны. Если мы сами ухайдокаем уже свою страну, то потом просто к нам никто не Ну, поедет. насколько я понимаю, весь конфликт состоит как раз в том, что непрофессиональные турфирмы занимаются как проведением этих туров. Поэтому и появляются такие триггерные моменты на Кельсу, когда прыгают на машинах и тому подобное. То, что нельзя запретить. Да, ну то, что адекватный турлидер или адекватный гид мог бы приостановить и сказать: ребят, ну это природа, так делать нельзя. Видите, люди, у них нет репутации и им нечего терять. Если бы, допустим, та же компания входила в ката и потом начала бы, там, не знаю, устраивать такие прыжки, сальто и все остальное на природе, то им сказали: извините, мы вас выкинем из членства, потому что нам такие члены не нужны. Человек потеряет сразу доступ к визам, информации, ко всему, ко всему. А здесь человек знает, что его фирма никому не известная, он где-то оформил ОСОшку, работает через Инстаграм. Ну, кто узнает, что это был я? И начинаются уже такие лихачества по стране. Вообще, как ты рекомендуешь ли доверять вот этим инстаграм-турфирмам или не рекомендуешь? Ну вот чисто объективно. Мы стараемся смотреть вот глазами туристов. Турист заходит в интернет, начинает искать туркомпании. И здесь очень сложный момент, что турист, он не может понять, насколько компания реально хорошая или существующая. Да, вот в этом и проблема. У тебя, допустим, на твоей страничке в Инстаграм там 1000-2000 подписчиков, там какие-то стандартные туры, но ты предоставляешь шикарный сервис. А у него там 100 тысяч или 500 000 подписчиков, у него куча красивых кадров, но ты же не можешь проверить его сервис, качество. Вот в этом моменте как раз-таки и самая главная проблема. Потому что турист, он смотрит на картинку
И, по сути, ты можешь накрутить себе количество подписчиков, ты можешь купить 1000 красивых фотографий у фотографов, разместить их в интернете, и турист подумает, что твоя компания там с большим опытом, больше туристов откатала, что она самая правильная компания в стране, и он не может выбрать. Турист не будет писать в интернете, а какие туркомпании входят в КАТА, потому что знает только местные компании, что вообще КАТА существует. Это не всемирная организация, где люди проверяют. Они заходят на страничку, смотрят, выбирают. Поэтому туристы, бывает, попадают на таких а-ля туроператоров, приезжают, их в аэропорту не встретили, или там отели плохие подсунули, еще что-то. Начинает ходить искать офиса нету, он работает где-то из-под полы, С или сам Инстаграма. гидом, с Инстаграма работает, да, или сам же он гид. Он приходит в департамент туризма наш, говорит, вот меня обманули, не заплатили. Он говорит, ну мы такую фирму даже не знаем. Приходит на имя Ката, спрашивает, есть такая фирма? Нет, такой фирмы у нас не существует на членах. И все, и он недовольно уезжает из страны, потом рассказывает, что в Кыргызстане его обманули. Поэтому, Ну конечно а же, как с этим турист, бороться можно? нормальные туристы, они ходят в туркомпании в своей стране. А туркомпании, они уже не работают через инстаграмщиков, они встречаются с партнерами на выставках, летают в эту страну, знакомятся, ходят по офисам. Но опять же, 21 век, европеец не хочет идти в немецкую компанию, допустим, переплачивать еще немецкой фирме за тур. Каждый думает, что он самый умный, я пойду в интернет, все там найду. Поэтому эта жизнь, здесь уже риски людей. Хочешь сэкономить, можно нарваться на офшорку. Или самый лучший вариант — это сарафанное радио. Чтобы он спросил у своих друзей, знакомых, кто уже был в Кыргызстане, а ты с кем путешествовал, а тебе понравилось, все ли хорошо было, и уже обращаться именно к тем фирмам. Вернемся опять к моему первому вопросу. В 25 году, как ты думаешь, стоит открывать турфирму? Вот сказав все это, что мы проговорили, и вообще, что стоит сделать в первую очередь? Там, зарегистрироваться или все-таки начать поститься в Инстаграме? Что привлечет больше клиентов? Ну, на самом деле, регистрация в Кыргызстане, она легкая. То есть я советую все-таки открыть ОСО и сразу платить налоги, потому что в сравнении с Казахстаном, Таджикистаном, например, с Узбекистаном, в Кыргызстане открыть турфирму несложно. Не нужно огромное количество пакетов документов, там проходить какие-то лицензии. То есть ты можешь пойти, открывать ОСО, платить налоги, взять себе бухгалтера приходящего. Это не стоит огромных денег. Зато ты будешь чистым, ты можешь спокойно принимать деньги на счет, спокойно можешь бронировать любой отель в Кыргызстане. И в случае форс-мажоров решать свои вопросы с государством, потому что ты нормальный туроператор. В других странах, да, это сложно. Там есть пакет документов, что у тебя должно быть образование в сфере туризма, не менее столько-то лет, диплом там с академии туризма какой-нибудь, что ты имеешь право вообще работать в туризме. То есть очень сложно. Хотя и это все обходится, покупается диплом там у знакомых, и оформляются фирмы там в тех же странах. В Кыргызстане это легко. Поэтому говорить, что «ой, это было сложно, поэтому я работал офшоркой», то это просто, ну, обман. Люди просто не захотели там чуть-чуть переплатить государству. Поэтому в Кыргызстане пока открыть турфирму несложно. Тем же самым российским туроператорам, которые пытаются делать самовольно туры, мы тоже рекомендуем. Возьмите гида-водителя, оформите ОСО, платите налоги, переплачивайте напрямую свою местную туркомпанию. Но зато потом в случае каких-то проблем вы всегда можете обратиться за помощью, а не в кусты, потому что вы знаете, что вы работали в черную. Ну, у меня даже слов нет, просто я... Знаешь, скажи мне топ-5 самых крутых мест в Кыргызстане, по мнению Сергея Глуховера. Переведем, наконец-то, нашу тематику с денег в туризм. Уф. Одно из топовых мест, вы уже назвали, это Кильсу, озеро, потому что оно действительно поражает красотою. Второе место, то, что нравится туристам, это озеро Сонкуль. Первое — это дикое место с потрясающими красивыми дорогами и относительно недалеким расстоянием от города Бишкек. То есть, по сути, в 9 утра вы можете выехать из столицы Кыргызстана и через 6-7 часов уже обедать в юрте на берегу озера Сонкуль. Третье место, сейчас очень сильно развивается дорога Бишкек-Ош. Новая или старая? Думаю, сейчас уже, наверное, обе дороги становятся на одном уровне по популярности, потому что там и там своеобразные пейзажи. Старая, она проверенная, есть уже гостевые дома,
места, где покушать. Новую пока лично я еще опасаюсь продавать туристам, потому что камнепады существуют, дорога еще не совсем изведанная в плане безопасности, именно по природным каким-то моментам. Поэтому мы пока еще чуть ожидаем, потому что мы видели в новостях, когда бывают камнепады, сходят не там, где нужно, и машины попадают под эти камни. Мы пока не рискуем с нашими гостями, туда не возим. Но уже видели, что часть туркомпаний продают эти красные скалы очень красивые, по дорогу до моста, дальше уезжает. Мы пока еще Ну, другие в места этом году предлагаем. откроют уже этот туннель, и вообще можно будет ездить. Давай Нет, следующее место. да, Ты зациклился. Мы туда не ездим. Нет, мы туда не поедем. Нет, мы пока думаем туда поехать. Ты сам там был? нет. Я был там еще до реконструкции дороги. Мы там ставили палаточный городок. Очень красивое место, шикарное место, эти огромные красные скалы. Сейчас там пробили дорогу, асфальт, уже потеряла та романтика этого места. Но, с другой стороны, поедут туристы, которые не могли себе позволить ночью в палатках, которые не хотят спать на земле, а хотят проехать с комфортом по хорошему асфальту на хороших машинах. То есть своя категория туристов все равно Не будет в этом отвлекайся. месте. 5 место. А, Четвертое. 4. Больше не знаю. Больше нигде не был. Ну, четвертое место мне сейчас становится все больше и больше нравится. Это южный берег Иссык-Куля. И больше даже не сама природа, а отношение местного сообщества туристического. Там есть федерация Салбурун, руководство Алмаз Акунов, который собирает тайганщиков, охотниками с орлами, стрельбу из лука, устраивает соревнования, турниры и между собой, и для туристов. Там есть дестинация Южный берег, которая собрала людей, которые создают коммузы, которые учат туристов одевать эличек, которые делают мастер-классы кыргызской кухни. То есть оно и раньше было, но они сейчас стали это делать как-то более грамотно, преподносить нам, туроператорам, что в этом селе можете Продукт вот так сделали, сделать. да? Да, можете вот здесь или чек одеть, заодно обед заказать. Здесь вы можете увидеть, как коммуз делают, бурсоки пожарить. Если можете приехать в Беркучи, если можете из лука пострелять. И теперь поездка по Южному берегу, она будет не просто красивые пейзажи, которые и так туристам очень нравились. GTO, Гуджуку, Барскаун, сказка, а вперемешку какой-то культурной частью. И мы же предлагаем нашим гостям. Хочешь, барсоки пожаришь, хочешь, с беркутом сфоткаешься, хочешь, тайган подает тебе, там, посмотришь, как он бегает. И клиенту нравится не только природа Кыргызстана, но и культурная часть. Потому что горных стран много в мире. Та же самая Швейцария, Австрия. Но чтобы была гора и юрта, или река Тайган, Беркучи и озеро, этого мало. Есть Монголия, но Монголия, все, кто были, наши партнеры, туроператоры, они сказали, что по природе, по качеству даже рядом не стоит с Кыргызстаном по красоте. Да, там есть красивые горы, ущелья, водопады, но чтобы увидеть каждое красивое место, ты должен по полдня или по 2 дня ехать по степи. В Кыргызстане все это скомпоновано. 2 часа едешь одна природа, через 2 часа другой вид, через 2 часа другой вид. Поэтому нам нужно уметь соединять нашу природу и наши культурные особенности. Ту же самую юрту, те же самые беркучи, все-все-все, это делать одним пакетом. Потому что туристу нужны эмоции. Просто увидеть горы этого уже недостаточно. 2-3 дня он кайфует, а потом 5 говорит, место давай. опять природа. Опять заговорился. Давай 5 место. 5 место. Мне очень нравится ущелье Кичинарын. Мы с тобой как-то там прошлись зимою, Я вставлю пешочком. фотографию сюда, если ты не против. Да, Как можешь это? поставить, это было очень жуткое приключение. Кто не в курсе, наши друзья все в курсе. Мы пошли с Димой зимою проверять маршрут на лето для велосипедистов. Это было еще Не зимой это было, ранней весной даже уже в было. мае месяце. Не, это было раньше. Апрель был еще, даже если не раньше. И там было очень холодно, и там был снег. Мы поехали на отцовской Ниве. Думали, быстренько проскочим из Качкора в Нарын за 3-4 часа и поедем опять в Бишкек. Делали километраж, замеры дистанции. И потом в одном месте спустились на пузе машины по снегу вниз, застряли. Оказалось, что вверх подняться не можем. Прямо все завалено снегом на долгие Им времена. ночью
Глуховеров будет меня и говорит. С нами ездил еще один друг, спим ночью, значит, Глуховеров будет друга и говорит, смотри, говорит, всадники идут без голов. Он такой просыпается и говорит, реально без голов. Будут они меня, я на заднем сиденье сплю. И смотрю, и реально мимо нас проходит несколько всадников без голов. Было жутковато. Это, представляете, где-то 30 километров до одного села и 60 километров в другую сторону. Глухие горы. И тут вокруг тебя часа в 2 ночи идут... Стоит Нива в горах посередине дороги, застрявшая в снегу, и вокруг тебя проходят эти всадники без голов. Вот. Да, на утро оказалось, когда мы уже добрались наконец-таки до Нарына, что реально были всадники, просто они были в капюшонах, Не в капюшонах, а у них эти были укутанные были, да, в своих плащах. поставлены высокие воротники, и казалось, что они без головы идут. Но это было жутко. Нам было тогда лет по 25, да, уже, наверное. Может, чуть поменьше. Даже поменьше, думаю, был возраст у нас, и мы были голодные, холодные, без теплых вещей, потому что думали, что быстренько проскочим. А в Ниве печка не работала, ноги мокрые, засыпали, думали, проснемся, не проснемся следующим утром. Потом пешком пошли, очень длинное расстояние от ближайшего Наверное, села, километров 20 там идти было. да, по снегу. Потом нас встретил лесник, сказал, ребята, вам повезло, что вы дошли, потому что зимой здесь волки, и они голодные, и вот они были легкой жертвой. Что вас не съели волки по пути, вам очень повезло. Дома уже все плакали, звонили, когда мы вышли на сотовую связь. Наконец-таки уже хотели экспедицию за нами искать. Поэтому путешествуйте с умом. Нет. Не ездите в места, которые вы не знаете, в Если- непогоду. Если мы сейчас с тобой начнем вспоминать те байки все, которые с нами происходили, и с твоей Нивой, с отцовской Нивой, то это будет странно. Не выдохнуть. Слушай, Серега, нам надо с тобой что-то менять, а то у нас разговор какой-то получается. Скажут, два скуфа сели такие с пузиками, сидят и обсуждают такие серьезные темы по туризму. А на самом деле мы же с тобой два пацана таких еще в душе, наверное. Нам с тобой еще даже 40 нету. Да. Да, ну ты седой-то побольше, чем я. Я в туризме работаю. Вот, давай поговорим непосредственно о самой работе. Ведь помимо плюшек туризма есть еще масса таких проблем, связанных с сервисом, с гидами и тому подобное. Это не проблема, это бытовуха, которая есть. Вот насколько Кыргызстан, он конкурентоспособен по отношению там со всеми 4 странами, которые у нас есть: Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Вот где лучший туризм? Во-первых, очень здорово, что он везде разный у нас. Кыргызстан, Казахстан похож чем-то по природе, по обычаям, традициям, а Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан отличается. Потому, соединяя туры, турист не скажет за 20 дней, там, 15 дней тура, все было одно и то же. Но все полностью разное визуально и по обычаям, традициям. Мне очень нравится в Кыргызстане, что наши люди очень предприимчивые. То есть, как я сказал ранее, мы не просто показываем природу страны, а мы еще можем насытить интересными событиями. Приготовить кушать, с интересными людьми встретиться. И это все делает тур таким уникальным. И туристы готовы ради этого лететь в Кыргызстан. А что, в Таджикистане и в Узбекистане этого нету, В что ли? Узбекистане есть очень много локаций, но там, допустим, нельзя жить у жителей. Только в гостиницах, в отелях. В Кыргызстане частные дома в CBT, они принимают туристов официально, и туристам очень нравится приехать именно пожить в кыргызской семье, увидеть детей, как они готовят кушать, как они живут, настоящие дома. И это туристам очень нравится, потому что если мы, допустим, едем в Европу, мы всегда мечтаем увидеть хороший большой отель, какой-нибудь красивый, высокий. А турист, наоборот, я вот веду переписку с клиентами, они пишут, мы не хотим большие отели в регионах, мы хотим максимально увидеть local life. То есть они, наоборот, хотят частный дом, был дворик, во дворе ЗИЛ стоял, там в огороде какие-то были лопаты, сено перетаскать. То есть им хочется увидеть, как люди живут именно в регионах, в настоящей жизни. Не постановочную, в отеле, декорации, а именно увидеть, как живут люди в стране. И Кыргызстан может это предложить. Вот смотри, я в этом году отдыхал в Караколе, был в гостевом доме. И удивился, что формат гостевых домов абсолютно изменился. Если раньше это были семьи, то сейчас это больше такие локал-отели небольшие.
Вот с чем это связано? Все-таки с тем, что развивается туризм, или просто выгоднее построить рядом с домом еще большой дом в формате отеля и вообще никак не коммуницировать с туристами семьям? Потому что я семью ни разу не видел. Они мне даже сказали, деньги оставь там на тумбочке и все. М. На самом деле сейчас становится модным делать маленькие бутик-отели, так называемые. То есть у отеля какая-то своя аура. Кто-то делает слишком европейский вариант, хай-тек и так далее. Кто-то делает с кыргызским колоритом, кто-то больше из дерева, ручной работы. И на самом деле это здорово, потому что все туристы хотят помимо природы еще пожить в каком-то интересном месте. Допустим, в том же самом Караколе есть Керегетаж, небольшой гостевой дом. Он сделан на базе бывшего частного большого дома, но хозяева сами повырезали спинки на кроватях из стульев, сделали всякие брусья, кусочки, пособирали мебель. И турист заходит, начинает фотографировать даже тумбочку кровати. Что она сделана своими руками. Там бабушка сделала ковер, повешала на стену, его сфотографировали. То есть оно создает какую-то ауру, еще и не просто провести ночь в отеле, поспать, покупаться и поехать дальше в тур. Сейчас сам отель становится диковинкой. Вот по поводу отеля и их обслуживания хотел еще спросить. Вот насколько, как сейчас формат обслуживания меняется отелей? Сейчас, опять же, проходит много тренингов, когда обучают отели сервису. Допустим, от КАТа сейчас едет делегация ательеров в Турцию на профессиональное обучение именно сервису, как готовить комнаты, как убирать за клиентами, какие там использовать технические средства, чтобы это все было качественно, не испортить свою мебель там и постельное белье. То есть полноценный тренинг с самолетом, перелетом летят и готовятся. То есть Кыргызстан стал понимать, что просто увидеть природу мало. Пора теперь делать и сервис. Поэтому гостевые дома начинают ходить на семинары, кто-то обучается самостоятельно, по интернету смотрит какие-то фишки в других отелях мира, что делают. И плюс мы, как туроператоры, всегда делаем фидбэки тем местам, где проживают наши туристы. Например, в прошлом году у нас была вип-группа, 2 человека, которые ездили по Кыргызстану и жили в гостевом доме в частной семье на южном берегу Иссык-Куля. Сказали, все было круто. Белоснежное белье, стол ломился от еды, хозяева очень добрые, улыбчивые, домашнее вино принесли. То все было классно, но, он говорит, туалетная бумага, как будто бы сейчас нам наждачку дали, боялись порезаться об нее, потому что семья сэкономила. Они привыкли, допустим, такой бумагой испокон веков пользоваться. Раньше вообще газеты когда нарезали, у нас было времена в стране. И вот они сэкономили на туалетной бумаге. Они не разбогатели, не заработали $1 000 000, то, что бумагу поставили дешевую. Но турист, представьте, он объехал весь Кыргызстан, говорит, все было круто, но в этом гостевом доме бумага только мы не могли Единственное, что пользоваться. он запомнил, это была Да, туалетная бумага. да, То и есть представляете, я с ним беседую в Бишкеке уже в прощальном ужине, что в Кыргызстане вам понравилось, не понравилось. Говорит, все было круто, но бумага туалетная нас убила. И вот из такого маленького нюанса, из того, что бумага была некачественная, целый гостевой дом просто у них попал в черный список. раз ты заговорил о туалетной бумаге, я не могу спросить ситуации с туалетами. Вот у тебя на Сонкуле, в твоем лагере, ну, наверное, 5 лет назад был построен самый топовый туалет в Кыргызстане, в который просто, ну, больше, как этот фильм был российский какой-то, где там из туалета вещали. Вот у тебя из туалета каждый уважающий себя блогер вещал сторисы. Было такое, было. Вот. Что касается сейчас ситуации с туалетами, она как-то изменилась? И вообще объясните людям простым языком, почему туалет это важно в стране. Да, на Сонкуле, нашем южном городке Nomad's Dream, это была мечта нашего юношества, когда мы сами работали гидами. Почему туристы ходят там в те времена, еще далекие, 15 лет назад, в полдырка, был просто какие-то кабинки в горных местах, сейчас стало все лучше и лучше становиться. И мы тогда пообещали сами себе, что когда-нибудь мы поставим нормальный туалет. И когда мы с нашими инвесторами создавали юточный городок, вначале мы хотели поставить просто хорошие туалеты, потом под пивко вечером наши ребята, мастера, сказали, а почему нам не купить из стенки, сделать красивые панели, как будто бы там пятизвездочный отель, цена такая-то, мы увидели, что цена благодаря китайскому рынку невысокая. Говорит, давайте сделаем. Потом следующий лоток пива, и второй мастер говорит, а почему не поставить колонки в потолок, и магнитофон, не включить какую-то музыку, лаунж. Мы посчитали, ну, магнитофон стоит там столько-то, не так дорого, колонки тоже не так дорого.
давайте, включайте. А третий говорит, давайте поставим не просто музыку, а еще пение птиц сверху соединим с музыкой, чтобы птицы пели в туалете. И пошло-поехало, сенсорные экраники, теплые полы, подсветку над унитазом, как будто он на троне сидит, а не на унитазе. И да, это вышло дороже, чем предполагалось, но, как ты говоришь правильно, каждый путешественник, блогер с камер забегал в туалет. При мне были случаи, когда турист просто шел в туалет, только приехал в лагерь, выбегал обратно, звал всех своих друзей, бегом, бегом, бегом сюда, подбегали толпой к туалету. Смотрите, машина времени. То есть оно прям стало изюминкой всего лагеря. И я очень рад, то, что буквально на следующем году другие юточные городки, которые тоже работают много лет, стали ставить унитазы, проводить какую-то раковины, воду, греть воду для туристов. Не холодную утром вставать, да, зубы чистишь, там отваливаются зубы, а уже подогревают через чайники, или там электрические батареи, солнечные батареи ставят. Вода стала теплая на Сонкуле. То есть конкуренция, о чем мы говорим, стала приносить свои плоды, потому что появился хороший пример, и люди стали тянуться к нему, чтобы не терять клиентов. И сейчас уже в очень многих регионах мы видим, что прям рост идет. Я не могу сказать, я просто ржу. Вот так одна выпитая кружка пива изменила ситуацию с туалетами на Сонкуле. Но сейчас, я знаю, около 10 лагерей Да, стоят с такими же туалетами, да. как у тебя. Вообще, в остальном туристическом мире как ситуация, в смысле, внутри Кыргызстана с туалетами обстоит? Ну вот, допустим, на Буране, там, на локациях, на На каких-то в локациях сказке. это прям очень большая проблема, потому что туристам сложно понять, когда им говорит гид: «А давайте сходите в поле». И раньше, если туристы ехали, допустим, на Иссык-Куль, и сходить в поле, в кустики, это было более-менее еще доступно для туристов, то на сегодня из-за потока туристов сами сельчане, хозяева Кустики полей, заняты. кустики были настолько заняты, что уже сами хозяева полей бегают с теми же вилами, орут на туристов: «Пошли вон, я здесь работаю руками, тут мое поле, а вы ходите в туалет сюда». И туристы в шоке. Они едут из Бишкека на Иссык-Куль, всего один хороший респоинт построили в Кемине. Кто не успел зайти или забыл зайти, потом до Иссык-Куля там проблемы. Построили еще один новый Балыкчак совсем недавно, еще не был в нем. Но до этого туристы едут, хотят выйти в поле их гонят с вилами, заходят в автобусе не сходишь, а до следующего места еще ехать и ехать. В кафе, в ресторанах по дороге мало, куда можно зайти. И опять же, они недовольны будут, если автобус Ну, у 40 нас не мест и дают выйдут в ходить в туалет. туалет Да. просто так. И получается коллапс. Да, гостевые дома начали строить туалеты уже лет 10, благодаря тем же самым CBT. Я разговаривал с ними, они рассказывали мне, когда первые разы ходили по селам и просили гостевые дома, чтобы они пристраивали туалет не на улице, а к зданию, то многие говорили, что уят, как это туалет в здании, в доме, такого не должно быть, туалет должен быть на улице. То есть просто в головах у людей в регионах считалось это как позором, что туалет находится в доме. И только потом, когда первые дома начали через силу пристраивать маленькие построечки, ломать стену в доме и делать туалет доступ из дома, а не ходить там зимой и летом по огороду, то потом из-за конкуренции стали другие дома пристраивать, и на сегодня это уже не уят, это уже прям наоборот: «О, круто, у вас свой туалет в доме». Давай еще перейдем, знаешь, к какой тематике. Вот у тебя есть несколько отелей в подчинении, в консультации, или как ты директором их являешься, помимо лагеря на Сонкуле, в которых ты занимаешься улучшением сервиса, там, обслуживаешь своих туристов, как я понимаю, для того, чтобы им было комфортно отдыхать. Один из отелей — это Белек, в который мы ездили, когда он еще был обычной забегаловкой для дальнобойщиков, а сейчас это, ну, наверное, один из лучших отелей в том районе. Не один из, он просто там, наверное, лучший в данное время. Вот, можешь рассказать об этой деятельности? Да, это такой очень знаменательный момент в нашей работе в туризме. Мы как-то возвращались с поездки, ездили на озеро Сарычелек и заехали по пути переночевать в отель «Белек». Нас туда привел Камал Баке, всем известный наш активист из Таласа. И мы сидели с ним, он сказал: «У меня есть друг, у которого небольшой отель. Давайте там переночуем, поедем дальше в Бишкек». Мы пошли ночевать, я вышел ночью поработать за компьютером, пошел в столовую, сижу, работаю, и заходит хозяин этого отеля, он по совпадению приехал из Бишкека по своим делам домой. Мы с ним разговорились, очень хороший мужчина,
И он сказал, что вот я бы хотел бы свой отель сделать на новый уровень, но не знаю, как это сделать, потому что разные требования, разные пожелания у туристов. Зашел Гамал Байке, тоже по совпадению, была поздняя ночь, мы все вместе втроем поговорили. Я предложил, если вы хотите, мы подготовим для вас список того, что должно быть в отеле, размер комнаты, какие должны быть уборные, какое постельное белье. Если вы готовы сделать кап-ремонт одного этажа, то мы возьмем на себя ответственность вас пиарить, рекламировать и вести брони. Он сказал, хорошо, подготовьте. Мы обратились к специалистам, которые нам дали список, как это делается в Европе, дали им полностью детальный расклад, начиная от того, что шторы должны быть blackout, то непроницаемые, чтобы туристы в 7 утра не просыпались от того, что солнце в глаза светит, чтобы уборные переделали. И хозяева отеля, они согласились сделать капремонт. Они взяли полностью 3-й этаж, сломали стены, соединили из маленьких комнатушек, сделали просторные большие комнаты, сделали большие уборные, купили новое белье, новые матрасы, новые коврики везде постелили. То есть он стал прям хорошим отелем 4 звезды. И на сегодня в сезон он полный, то есть мест уже нужно бронировать за год вперед. И они очень довольны. Сейчас планируют 2-й этаж тоже переделывать под такой уровень комнат. И сама местность настолько красивая, что люди просто готовы приехать рядышком, находиться на обед, на ужин, потом видят, что рядом находится отель, остаются, ночуют и получают удовольствие. Просто от того, что туристы, писав свои отзывы, мы отправляли потом все комментарии хозяину, и он быстро их исправлял. Какие-то проблемы с краном. За домом, допустим, не нравилось, у них территория были столбы с веревками для сушки. Они все это поубирали сразу же. То есть они слышат своих клиентов. В течение одного сезона они доисправляли все свои ошибки. И на сегодня туристы получают там реально удовольствие. И мы всегда говорим другим гостевым домам, что если у вас есть вопросы, можете нам написать письмо. Мы вам вышлем список, что мы там сделали, какие исправления. Делайте то же самое, и все, и вы будете просто лучше на своем рынке, в своем регионе, и туристы сами к вам поедут. Сонкуль был первым, Белек был вторым. Ну, первым опытом, скажем Да. так. А сейчас какой отель ты улучшаешь? Мы еще ввели консультацию Керегетаж в Караколе. Очень хороший, очень уютный отель. Сейчас работаем над Шаталы, это южный берег озера, Иссык-Куль. Там хотят поставить именно такой высокого класса юрточный городок, чтобы, опять же, были хорошие уборные, просторные юрты, там очень красивые пейзажи. И сам хозяин заинтересован, чтобы сделать свой лагерь образцовым. Ну, вообще, если кто-то увидит, вот человек, у него отель есть где-то, условно говоря, в Баткене, да, возьмем. Баткен не туристическая страна. И говорит, Сергей, я вот хочу обратиться к тебе, улучшить свой отель. Ты возьмешься? Ну, мы не беремся так, что прям идти, консультировать, ездить, потому что у нас своя работа, свои проекты, но мы начинаем делать консультации именно по образу Белек-отеля. То есть Белек-отель для нас это был проект, где мы сами учились всем этим нюансам, и потом мы высылаем другим отелям все это бесплатно, список, что должно быть. Многие, допустим, ну, элементарно постельное белье делают цветным, чтобы легче его стирать, не изнашивалось, или вдруг турист не заметит, его не поменять, да, белье. А турист же тоже не дурак. Когда он видит цветное белье, он сразу начинает думать, а вдруг его там неделю не меняли. И мы уже требуем, если ты хочешь работать с туристами, обязательно белоснежное белье, обязательно хорошая туалетная бумага, обязательно шторы, хоть у вас самые красивые они, но они утром в 7 утра бьют глаза, и турист просыпается, меняйте на blackout, чтобы они были непроницаемые. Обязательно то-то, 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 то-то. Тогда я от своего имени смогу сделать рекламу уже туроператорам. Вот можно тебе тогда такой вопрос задать? На уровне интереса, да, смотри, для меня всегда было, приезжаешь в гостевой дом, и там какая-то уникальность. А ты сейчас говоришь об унифицированности. То есть, условно говоря, выбрать мебель такую качественную, хорошую, либо купить мебель в Икее. Это никак не влияет на... Здесь нужно различать качество и уникальность, их можно совмещать. То есть качество должно быть хорошее мыло, хороший завтрак, хорошее белье, качественный матрас, но будет ли сверху накидка сделана, как, не знаю, Кристиан Диор или кыргызский курак, то я, допустим, за кыргызский курак, чтобы это было рукоделие, какой-то красивый декор или подушка лежала там в кыргызском стиле. На стенах вешать не фотографию там Нью-Йорка, фотографию этого региона, допустим, гостевой дом в Житиогузе и картину какого-то кыргызского
художника именно картина Джита Огуза в рамочке стоит на стене. Вот он живет, вышел на улицу, там эта гора живьем. То есть это нужно подчеркивать именно уникальность места или своими руками то, что может хозяин дома сделать, или может приобрести там на местном рынке, или может во дворе он поставить какую-то старую «Волгу», купит ее там за бесценок, пускай она будет не на ходу, но у него на парковке будет стоять там старая «Волга» какого-нибудь Я помню, лохматого как года. вы туристов катали по Кочкорке на тракторе. Да. То есть такие нюансы, они важны. Допустим, в Кимине мы просили хозяева дома, чтобы каждых наших клиентов, когда они провожают в путь, они окуривали арчой. То есть турист думает, что это сам хозяин делает, но прям в программе написано, и у гида прописано «напомни хозяину про арчу», он в курсе. И когда турист подходит к машине, выбегает хозяйка, говорит: «Ребята, вы же в горы едете», начинает окуривать их арчой, заходит в машину, говорит там слова все, которые положено говорить, туристов окуривает, они достают фотоаппараты, начинают все снимать, что происходит, почему дым. И говорит: ну вот у нас злых духов не было и так далее, по нашим шаманским старым обычаям есть такой обряд. И турист такими глазами, у него в машине пахнет арчой, он весь дымит, его все фотографирует, снимает, и потом покажет друзьям: ух ты, как в Кыргызстане колоритно. В другое место мы приезжаем в село, мы пишем заранее: гиду позвони хозяйке, напомни про обряд с водой, она в курсе. Подъезжает, и выходит хозяйка, и туристами, прежде чем войти в гостевой дом, берет стакан воды, говорит на кыргызском фразу очищения, проводит над головой, сливает это все в землю, чтобы все злые духи, вся эта нечисть ушла туда. Это обычай я узнал от своего менеджера, которая девушка из Нарына. Так всегда делает ее мама, когда она приезжает из Бишкека, чтобы весь этот негатив убрать. Это есть кыргызские обычаи. Проводит там головой чашу с водой и сливает в землю. Потом пускает ее в дом. Мы это переняли в туризм. Теперь в этом гостевом доме встречают именно так. То есть это не стоит денег, это бесплатно взять стакан воды, провести над головой. Но турист опять чувствует ауру. Там его арчой окурили, тут водой сделали, там на тракторе прокатнули, там еще что-то. Но важно еще туроператору вести так, чтобы это не получилось, знаете, начнутся Как кичем, да? да, начнутся во всех гостевых домах, каждое утро их арчой окуривает. В каждом гостевом доме им водой проводят. То есть надо согласовывать гостевым домам с турфирмой. Если вы работаете не с нашей фирмой, а с другой, вы можете им предложить: а вот мы хотим вот так ваших гостей встретить, можно? Он скажет: да, супер, спасибо. Или скажет: нет, так мы уже делали в Качкоре, а вы можете просто с бурсоками встретить. Или вы можете просто положить на кроватку шоколадку с кусочками курута. То есть в каждом месте должно быть что-то разное, чтобы турист уже ждал: а что будет в этом месте? Например, в Чичкане, Белеке мы на ресепшн поставили вместо конфет, как в отелях, разные виды курута. При этом закрываем стеклянной крышкой, чтобы пыли не было, чтобы турист не брезговал. Когда он подходит на ресепшн, при нем открывают стеклянную крышку, и он берет кусочек курута, пробует, нравится, не нравится — второй вопрос. Но он знает, что во всем мире в отелях стоят конфетки маленькие или парикмахерских, а в кыргызском отеле стоят маленькие куруты. И еще рядом маленькая табличка на английском. Что это такое, как это делается, он кушает, читает, у него уже экскурсия, пока он делает чек-ин в отеле. И это наш кыргызский туризм делает, наоборот, отличным от всех других направлений, где они уже были за рубежом. Что даже в гостевом доме, маленьком регионе, что-то интересное с ним происходит. А как вы рекомендуете бороться с едой? Ну, решать вопросы с едой? В плане того, что жирности и тому подобное, чтобы турист не постоянно с этой туалетной бумагой сидел, которая... Как это? Нет, на самом деле с едой в Кыргызстане проблем нету. У нас уже многие перешли в меню, имеют даже вегетарианские блюда, без глютена, питание. То есть в этом плане гостевым домам нужно дать должное, они работают, вкусно кормят, разнообразно кормят. Но опять же туроператор должен следить, чтобы не было плов 6 дней подряд или там курдак 6 дней подряд, чтобы мы потом... Я сейчас конкретно про жирную пищу спрашиваю. Помнишь, раньше вот такие наваристые шорпобы или такое куски жира, мяса и тому подобное? Ну, не каждый мог это все себе позволить кушать. Это всегда согласовывается с клиентами. Нормальный туроператор, он всегда перед полетом туриста спрашивает, какую кухню вы предпочитаете. Если он пишет: я хочу диетическую кухню, то мы предупреждаем сразу гида, что в ресторанах он заказывал, соответственно, и в регионах. Если он, наоборот, говорит: я хочу вашу именно настоящую кыргызскую кухню, только бешпармак, только курдак, и он готов это кушать, ему это нормально по здоровью, то, пожалуйста, кушайте. У меня был случай, вот видите, тут нельзя делать одни рамки. Когда приезжала одна семья, и был папа, сын лет 6 и дочка лет 5. Они поехали по южному берегу Иссык-Куля, было шоу с беркутами, и мы спросили:
у вас дети, есть два варианта. Можно на кролика показывать охоту, а можно на веревку привязать шкурку лисы и показать. Сейчас уже все делают на шкурку лисы, но в те времена, лет 8 назад, был выбор всегда: или кролик, или шкурка. И я туристу, как туроператор, предлагаю: давайте, может быть, чтобы детей не травмировать, сделаем с веревочкой и со шкуркой. Говорю: хорошо, я узнаю у своих детей. Проходит один день, он мне пишет письмо. Сын просит сделать на кролика, а потом этого кролика съесть прямо там в горах. То есть все люди разные. И они поймали кролика, потом его разделали, мариновали, ужином кормили этого кролика, который поймал орел. Ой, ты мне напомнил, у меня была дичь какая-то с девушкой-туристкой, которая попросила поймать барана в горах и зарезать его. Я до сих пор от этого... Вообще, вот в туризме работать на самом деле сложно иногда бывает, потому что тебе приходится коммуницировать с людьми и как-то выкручиваться от всех этих дичайших. Да, поэтому, видите, люди все разные, и категории потребностей по питанию, по отелям, по транспорту все разное. И я рад, что в Кыргызстане есть выбор. То есть можно предлагать людям разные категории проживания и всего остального. Слушай, но отели — это одна часть, да? Давай перейдем к следующему обслуживанию. Это гиды и водители. Первый вопрос. Раньше, ну, еще в студенчестве, гидов воспитывала, надо отдать должное ей, Чалова Елизавета Павловна, глубоко уважаемая Чалова Елизавета Павловна. Да, наш герой туризма, можно смело говорить, сам у нее обучался, благодаря ее работе полюбил туризм, поэтому вот. достойный, заслуженный человек. Потом со временем, когда ты еще уже не учился, по-моему, да? Во время университета. Ты получил лицензию в Министерстве образования и начал сам вести курсы гидов-переводчиков. И сейчас в туризме работает очень много выпускников твоих гидов-переводчиков. Я даже помню те веселые времена, когда мы ездили с инфотурами, с гидами, переводчиками и посвящали их. Тоже вставлю фотографии обязательно эти. Вот. Но тогда работала КАТО, которая очень... Ой, КАТО. Союз пешеходного туризма, который всегда помогал и всегда был заинтересован в этом во всем. Вот если сейчас вообще часто ли идут на гидов работать переводчики или кто сейчас те самые гиды, молодежь я имею в виду, и где можно выучиться на гидов? Курсов гидов есть в Кыргызстане, их не так много, но, к сожалению, самих желающих обучаться на гидов очень мало, потому что для того, чтобы работать гидом, нужно знать иностранный язык. Иностранный язык мало кто знает, и мало университетов, кто хорошо обучает. И те, кто обучается, как правило, большинство из них хотят работать в офисе. То есть переводить документы, какие-то встречи в офисе, находиться дома. Работа гидом подразумевает, что вы постоянно уезжаете. Если в Узбекистане развито такое понимание, как local guides, то есть ты приезжаешь в Самарканд, выходит гид в 10 утра к тебе в отель, до 16:00 читает экскурсию, уходит домой. То есть он как сходил на работу, пришел домой, и он уже с семьей ужинает, занимается своими делами. Там в этом плане проще работать гидом. В каждом городе есть свои гиды, они, как обычную работу, выходят, вернулись домой, поспали, поели. В Кыргызстане это гиды сопровождающие, то есть ты должен уехать на неделю из дома, оставить свою семью или там родителей и находиться по стране. Это сложнее по времени, по семейному статусу, кто-то уже там детей имеет и так далее. Поэтому желающих мало, и поэтому за них нужно держаться. На них сейчас большая конкуренция. И когда мы открываем курсы гидов, на самом деле набор очень небольшой. Одна из главных причин — это короткий турсезон. Почему мы сейчас стараемся скооперировать туры с Узбекистаном, с Туркменистаном? Потому что у них как раз-таки весна-осень, и если мы сможем хотя бы там 20% потока туристов из Узбекистана, Туркменистана перенаправить в Кыргызстан, апрель-май, октябрь-ноябрь, и наши гиды будут зарабатывать деньги уже 9 месяцев в году, потом зимний туризм хотя бы там пару месяцев поработают, еще вокруг Иссык-Куля покатаются, тогда у них есть финансовая заинтересованность обучаться. Когда они понимают, что 3 месяца в году, и зачем им такая работа нужна, то очень мало желающих. Я всегда спрашиваю про деньги, даже с Камышевым посмотрите обязательно интервью, тоже про деньги мы с ним говорили, хотя ты знаешь, как как он не любит отвечать на эти вопросы. Давай поговорим, сколько получает гид в Кыргызстане. Вот сколько гид в 2025 году должен будет получать в Кыргызстане? Средняя зарплата где-то около $50 в день. Но очень сильно зависит от опыта гида, как знания языка, так и самой работы по стране.
где он был, какие у него отзывы. Плюс само отношение гида к туристам очень важно. Одно дело, когда вы сходили на курсы гидов, просто выучили географию, историю, биологию, там, нумизматику изучили. Другое дело, что вы ведете экскурсию как ботаник, да, в народе говорят, просто заученные фразы говорите, или туристам с вами комфортно. У нас есть гиды, которые играют на ходу во время езды там, на спринтере на комузе. Вот есть переезд скучный, он достает комуз, начинает ему играть на комузе клиенту. Есть гиды, которые устраивают танцы кыргызские народные, ставят туристов вдоль реки, включают колонку и начинают устраивать с ними танцы. И туристы уже, естественно, другое отношение к такому гиду, Ну, то есть у них своя отзывы другие, какая-то свои шоу-программа, фишки, да? да. Плюс мы делали специальную съемку, где мы рассказывали о различных фишках, как мы делаем нашим туристам в наших программах. Как встречать в аэропорту, что положить в машину, какой подарочек делать первый день, во второй день. И этой весной будем делать вторую серию этих семинаров. Там будут совершенно новые фишки, новые идеи. Это будет как для гидов, так и для водителей. С самого начала, когда мы делали фишки, многие гиды это не любили. Говорят, почему у вас зарплата такая же, как у всех, но вы требуете от меня, чтобы я встретил в аэропорту с бурсоками, чтобы там в отель поехал заранее, положил маленькую конфетку с курутом, шоколадку с табличкой, а вот утром подарить им тумар, еще объяснить, что такое тумар. Давайте мне больше зарплату, потому что я больше работаю. Мы сказали, нет, или ты включаешься в процесс вместе с нами, потому что мы также делаем больше и в офисной работе, или мы ищем другого гида. Но после первых туров, когда они увидели реакцию туристов, он вышел с аэропорта. Там была толпа таксистов, может, пограничник ему слишком сухо ответил, но он выходит к машине, его встречает с улыбкой, играет кыргызская музыка на колонке, бурсоки, он пробует, ему рассказывает экскурсию, садится в машину, там дают музыкальное меню, выберите кыргызскую музыку, современную, кыргызскую классическую или мировой рок, рэп, хип-хоп, классику, там Бетховен. И он как в ресторане выбирает себе меню, включает ему диск, он фоткает, показывает друзьям, отправляет на родину. Смотри, я приехал в Кыргызстан, а у меня как меню, как в ресторане, музыки в машине. Он кайфует, он начинает любить своего водителя, гида больше, он расслабляется. И в результате по окончанию тура, каждый день такие разные фишки, он оставляет большие чаевые гиду и водителю. Причем, когда мы спрашиваем фидбэк у туристов, как прошел тур, он говорит, спасибо большое за тур, спасибо, что нам дали такого классного гида. Вы представляете, мы поднимаемся на перевал Молдуашу, отхожу делать фотографию, возвращаюсь, а водитель поставил стол, белоснежную скатерть, а гид взорвал шампанское и хрустальные бокалы, всем нам разлил. Так было круто. Говорю, да вы что, какой у вас хороший гид. А правильно было написано, открыть шампанское на перевале Молдуашу, там то-то, то-то, то-то сделать. И мы сами с офиса даем такую сумку нашу, дурдоевскую, черно-белую, да, которые самые знаменитые. В нем уже заранее уже все делаем для гида, чтобы было комфортно. Лежит бурсочница под нос, лежат бокалы, шампанское, тумары, кыргызский мужской костюм, кыргызский женский костюм, музыкальное меню. То есть просто сумка кладется в машину, и когда нужно, достается все эти фишки. Но турист об этом не знает. И гид тоже не рассказывает, это турфирма сделала. Он говорит, для вас маленький сюрприз, а вот вам подарочек, вот вам то. Он получает больше чаевых, и теперь, когда приходит к нам в офис, он уже требует, а где моя сумочка? Он не говорит, дайте мне больше зарплату, чтобы я сделал это все. Он понимает, что в конце тура у него больше чаевые будут, лучше фидбэки будут от туристов. Ну и в целом, плохая дорога, едешь, турист уже злится, раз ему шампанское налили. Он успокоился, опять улыбается. Опять едет, там нет туалетов по дороге, там на рынок едет, нервничает, психует. А ему раз потом тумары какие-то подарили. Ему опять приятно. И вот этот баланс искусственных фишек, сюрпризов туристов, оно поглощает все негативные стороны. И хорошие, грамотные гиды стали уже сами требовать эти наборы, сами стали все делать. Ну и мы довольны, потому что туристы больше счастливы. В этом году мы хотим сделать такую вторую категорию фишек, которые мы сейчас сами не внедряли, но хотим внедрять. И опять же, это все будет бесплатно. Мы пригласим всех желающих гидов, водителей прийти на семинар. Потому что вот такой легкий пример, раз мы говорим такие простые, интересные вещи. Когда мы были в Армении, мне понравилась страна, природа, все, но мне запомнился маленький момент, 5-минутный, который делал нам гид. Я о нем везде рассказываю и хочу внедрить это в Кыргызстане. Мы приезжаем в красивый пейзаж, и пока мы пошли делать фотографии,
возвращаемся, и наш гид поставил просто вот такую большую тарелку белую. По дороге мы ехали, он при нас купил бабульки на остановке персики. Не ведро, а просто один персик там приобрел. И говорит, вот наш армянский коньяк, маленькая бутылочка, чуток. Вот наши персики из такого-то региона. Пока вы гуляете, я вам кое-что приготовлю. Мы ушли, возвращаемся. Он надел одноразовые перчатки с аптеки обычные, помыл персик, нарезает, рассказывает нам экскурсию про этот регион, пополам поставил персик, взял зубочистки, так вот делает дырочки, ложечку берет железную, коньячок наливает на ложечку и поливает персик. Потом опять дырочки делает, коньячок берет, наливает, по персику разливает. Все это пропиталось, он спокойным голосом рассказывает экскурсию. Рассказываешь. Да. Потом берет ножик, делает на дольки. Говорит, это наш армянский десерт. Мы известны нашим коньяком, нашими персиками. Это вот так армяне вечером или там после праздника делают себе маленький десерт сладкий. И мы берем эту дольку персика, который при нас он купил, при нас нарезал, помыл, коньячком пропитал, и вот он берет персик, и вся наша группа просто вот так вот с ума сходила. А что нам стоит в Кыргызстане, где 80 национальностей, более 80 национальностей, у нас те же самые армяне есть, если гид скажет, у нас много национальностей в стране, я сейчас вас угощу армянским десертом, как армяне кушают. Но купят кыргызский персик, купят кыргызский коньяк, и не литровую бутылочку, а маленькую. И вот эти 6 ложечек коньячка, себестоимость, потом крышку закрыл, оставил на следующую группу. Я думаю, ее допил сразу на месте. Я думаю, турфирма не обеднеет, если маленький чуток коньячка откроет. Вот этот персик цена, бутылочка коньячка на группу 6 Ты уже человек. про этот коньяк запарил рассказывай. Вот, видишь, захотелось в тур сразу поехать. Да-да-да, нет, я... Ну, то есть вот такие маленькие нюансы, я к чему говорю. Многие думают, если VIP-сервис, значит, это дорогой тур. Нет. Коньячок дешево, персик дешево. Тумар на Ошском базаре стоит 60 сомов. Подари человеку тумар, скажи, вот там Kyrgyz Insurance, это в виде горы, горы охраняли кочевников, теперь у вас собственная маленькая гора будет охранять вас в течение всего тура. И тумарчики никто не снимает весь тур, они когда фоткаются, везде на фотографиях у них вот он, маленький колорит страны. Она стоит копейки. Но турист потом уезжает из Кыргызстана и говорит, знаете, я объехал полмира, а именно в Кыргызстане так откатали тур, как будто я там супер вип-персона, подарочки, сюрпризы, каждый момент, какие-то маленькие нюансы. Я ждал каждое утро, что будет теперь. Это не стоит денег, но турист уезжает в восторге. И потом, то, что мы вначале говорили, откуда появляется доверие клиентов. Приезжают его друзья, его родственники, его коллеги, что говорят, вот эти именно с этой турфирмы, они крутые. Тогда вы уже не переживаете за эти однодневные компашки, которые там пытаются через Инстаграм урвать свой кусок пирога. Вот, ну и давай закончим все-таки про гидов общаться. Вилка какая у гидов, от скольки до скольки они зарабатывают? Потому что когда я работал гидом, там зарплаты начинались от $10. Да, я начинал тоже с $15, но это было уже лет 16-18 назад. Сейчас зарплаты идут примерно $35-80, в зависимости от подготовки гидов. От 35 до 80. Да. Но это англоговорящие. Это с языком, да. Без языка, допустим, гид для россиян, может быть, там долларов 10 дешевле, чем с Ну, языком. то есть в районе Потому что, опять же, 2000, ты не да. поставишь гида, который без образования или без опыта. Поэтому ты поставишь того же англоговорящего, но он будет вести экскурсии на русском. Поэтому тут, в Ну, принципе, цены почти такие же и останутся. в районе 2000. Да. Да, ну то есть плюс-минус это. А что касается водителей, Мгм. вот отдельный вопрос, это водители, и если с гидами более-менее все понятно, то есть их обучают и тому подобное, то водители это обычно, раньше это были люди, у которых просто была машина, потом определенное количество времени выросло огромное количество профессионалов, ну, ты помнишь, Равиля, наверное, еще множество таких грамотных водителей, которые полностью заряжены, их можно отправить в любой тур и вообще абсолютно не переживать по этому поводу. Вот что сейчас? Потому что я смотрю, в туризме люди работают совершенно другие, их стало столько много, и вообще никого, как, кто эти люди? Да, водителей сейчас тоже выбор большой, но очень важно, опять же, уже ставят ставку туркомпании не на только саму машину и качество машины, а именно на самого человека.
Потому что может машина быть классная, но он очень будет там нудный или грубый, не помогать туристам с багажом или там ехать с недовольным лицом. То, естественно, такие водители сразу турфирма убирает в черный список, с такими не работают. Опять же, есть водители, которые соблюдают дресс-код, которые просто могут прийти в шортах, в сланцах, и турист не очень доволен, что он оплатил деньги. Многие в голове такое понятие, что я хочу быть ближе к туристу. То, что вот турист приехал в аэропорт в джинсах, футболках, и я гид или я водитель, я тоже буду в спортивных штанах и футболке, чтобы с ним быть ближе. Я уже столько лет пытаюсь донести, что не надо забывать, что мы на работе. Одно дело, ладно, вы поехали в горы, там уже более спортивный вариант, но вы проводите тур по городу Сити-тур, если турист приехал в шортах и в сланцах, он на отдыхе. Вы когда приходите, допустим, не знаю, в пансионат на Иссык-Куле, на ресепшн, вас же не встречают в сланцах и шортах в нормальных, хороших отелях. Вас встречают в дресс-коде, в рубашке, брюках, бейджик какой-то у вас официальный. Говорят: о, мы с вами на одной волне, я тоже буду в трениках ходить рядышком с вами. Поэтому нам главное понять, что мы все-таки на работе, и водитель, желательно брюки, рубашка, гид на сити-тур, хотя бы джинсы однотонно, не порванные, и футболка там не какая-то там I love America, а в каком-то кыргызском колорите футболочка. Чтобы турист понимал, вот он мой гид, вот мой водитель. Я не пригласил с друзьями пойти по городу пошарахаться. Я нанял крутую туркомпанию, у них гид, интересная футболочка или там девушка, какой-то сумочкой с вышивкой кыргызской или сережки, может, какие-то кыргызские. Но что-то должно быть колоритное, чтобы подчеркивать, мы на работе, вы на отдыхе. Поэтому тут тоже очень много турфирмы смотрят на водителя, как он выглядит, на его поведение с туристами и, естественно, на саму машину. Ну, вообще, какой процент сейчас водителей, ну, то есть, это кто люди? Это профессионалы, условно говоря, которые ездят на арендных или там машинах, ну, не на своих, или это просто у тебя есть джип, и ты едешь катать туристов? Потому что я знаю таких водителей, типа, как вот эти мемы про Москву есть: дорогу покажешь, М. поехали. Таких очень много становится, потому что работы не так много в стране. Люди думают, что, вот у меня есть машина, поеду по горам. Но им устроиться в туркомпанию очень сложно. Как правило, туркомпания старается найти водителей через знакомых. Если нету своих водителей свободных, которые им работают много лет, они не ищут в интернете или там телеграм-группах, там, я водитель, хочу работать. Они сначала обзванивают своих старых водителей, а если у тебя знакомые, которым ты доверяешь, которых ты видел в горах, или обзванивают гидов, чтобы они посоветовали, или своих конкурентов, туроператоров, друзей, которым более-менее близко общаются, и спрашивают, можете кого-то посоветовать. Потому что если ты отправишь водителя, который сам не знает, где поворот на Бурану, или как заехать петроглифом, чтобы припарковаться рядышком, и он будет при туристах начинать искать 2 GIS или спрашивать у прохожих, то все, турист напишет ужасный отзыв потом вашим партнерам, что дали водитель, который даже не знает маршрут. Поэтому нормальные туркомпании, они не будут обращаться к тем, кто еще не работал в туризме вообще. Поэтому здесь сложность новых водителей, если кто-то нас смотрит, прежде чем прийти на работу в туркомпании, вам нужно взять, потратить время, бензин, самим проехать по основному маршруту, узнать, где находится Бурана, где находятся петроглифы, как заехать в Рухордо, где находится церковь, мечеть в Караколе, где Джитогус лагеря находятся, везде проехать, посмотреть, и потом уже поднести резюме туркомпании, сказать, я был в этих местах, в этих отелях, я хочу работать. Тогда уже вам могут предложить. Но сколько в среднем водитель сейчас зарабатывает за километр? Цена очень плавающая, потому что в среднем идет 0,5-0,6 долларов за километр. Но здесь очень важно понимать, первое, дистанцию. Если турист заказал тур, что каждый день едет 300 километров, Бишкек, Чолпан-Ата, Чолпан-Ата, Семён-Григорьевская, Каракол, Каракол, Качкор, Качкор, Бишкек. Это понятно, более-менее пробеги хорошие, интересно. А если турист сказал, я хочу приехать в Чонкимин, и потом 2 дня просто на лошадях кататься, то там уже считается дневная ставка, потому что водитель никуда не ездит, почему он должен бесплатно вас ждать. И третий момент — это состояние дорог. Одно дело поехать Чопанота обратно, Аларча обратно по асфальту. Другое дело, я хочу за 2 дня сгонять на озеро Кильсу. То есть там дорога плохая, или на озеро Сонкуль. По перевалам, в начале особенно лета, когда дорога совсем плохая после зимы, то они смотрят еще состояние дорог. Говорят, по этой дороге мы не поедем в такую цену, мы хотим дороже. Поэтому тут Кыргызстан у нас очень
разнообразны по рельефу, нужно смотреть по маршруту. Мы с тобой, мы с тобой затронули такую тему, знаешь, начали ее только обсуждать. Вот по поводу создания новых туристических маршрутов. Вот мое мнение всегда долгое время было, нужно создавать туристические маршруты и тому подобное. Ну, ты помнишь, сколько мы туров разных написали, часть из которых и сейчас еще не актуальны и до сих пор становятся. Вот. Нужны ли эти новые туристические маршруты? Они очень нужны, если мы хотим, чтобы Кыргызстан работал в туризме долго. Тогда второй вопрос. Вот 80%, а то и 90% туристов не возвращаются обратно в Кыргызстан, насколько я понимаю. Но они же хотят видеть уникальные места. Зачем? Ну вот есть стандартный тур вокруг Иссыкуля или стандартный тур «Шелковый путь». Зачем писать новые туры, если этот человек не видел того, зачем ему предлагать что-то новое? Да, вот здесь прям в яблочко Серпом называется по... по туризму. Ам, Вот смотри, когда ты едешь, допустим, в Европу, во Францию, допустим, ты приехал, увидел Париж и там рядышком пару городов. 100% в конце тура ты скажешь: я когда-нибудь сюда вернусь. То, что ты на эмоциях, ты получил удовольствие. Прилетаешь домой, когда проходит год, ты копил денежку на следующий отдых, и ты подумаешь, поехать ли опять мне во Францию? Там будет, да, красиво, новые места, но я еще ни разу не был в Германии или в Швейцарии, или там в Японии. Ты думаешь, нет, давай-ка я в другие страны доезжу, а потом когда-нибудь вернусь. Также в Кыргызстане все туристы прям искренне говорят: я вернусь, я вернусь. Часть кто-то возвращается, допустим, они были по северу Кыргызстана, едут по югу Кыргызстана. Но их на самом деле не так уж много. Потому что в любом случае говорят: блин, ну мир же большой, я же хочу увидеть еще и другие страны. И здесь, опять же, маленькая подсказка туроператорам. Если вы продаете все 5 станов, то откатав шикарно по Кыргызстану, вы можете сказать туристу: вот вы Кыргызстан уже увидели, как мы работаем. У нас есть партнеры в Узбекистане, можем в следующем году делать вам 8 дней по Узбекистану, поставить свою комиссию и на этих же гостях заработать уже на их туре в Узбекистан. Потом они все понравится там, если у вас хороший, надежный партнер, и он соблюдает ваши стандарты туризма в этой стране, также будут фишки, все сюрпризы. И вот скажете: а мы еще Таджикистан делаем, а мы еще Монголию делаем, а мы еще Китай делаем, а мы еще Казахстан делаем. И этих клиентов, которые вы классно откатаете в Кыргызстане, вы еще можете, допустим, в 9 лет катать по соседским странам. Мы, наша компания, делаем 10 стран. 70% туристов, которые откатались с нами в Кыргызстан, они влюбляются, и они уже сами просят: Сергей, а можно через вас тур в Туркменистан? Но при условии, что такой же уровень сервиса будет, как здесь. Мы высылаем нашим партнерам, говорим: нужно вот такие-то такие-то сюрпризы. Но опять же, это не будет бурсоки в аэропорту, это будут там лепешки в аэропорту. Это не будет тумар на шею, это будут фенечки на руку с камушками. То есть в каждой стране будет свой колорит, но в целом посыл будет такой, что турист получает сверхсервис. И тогда мы зарабатываем на туристе раз в Кыргызстане, а потом еще 9 лет он с нами 9 стран катается. То есть это уже увеличение вашего потока там, в 9 раз. Возвращаясь к Кыргызстану к новым путям, а, здесь подводный камень, что многие туристы, они требуют самый банальный тур. Они открывают Lonely Planet, или открывают чат GPT, самые лучшие места Кыргызстана. Им всем показывают Чолпон-Ата, Каракул, Джитеогуз, Качкор, Бишкек. И они требуют: я хочу эти места, потому что вот весь мир говорит, что они хорошие. И они вот вокруг Иссыкуля гоняют. Когда можно вместо Джитеогуза заехать в Джуку, в Чонку-Зелсу, не менее красивое ущелье, нырнуть куда-то еще в новые места, каньон вот Марс, да, сейчас популярно становится рядом с Таскадской. Нам, турфирмам, сложно туристов уговорить, потому что они, как правило, пишут ТЗ: мы хотим Бишкек, Аларча, вокруг Иссыкуля. Сказать: а давайте в Чичкан поехать, там у нас классный отель, давайте сюда поедем. Для них это набор букв. Как вам скажут там в Китае: чунь-пунь, 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 чунь-пунь. А вы скажете: нет, я хочу Пекин, Шанхай, Урумчи. Я увидел Китай. Также и туристы, не прилетая в Кыргызстан, говорят: я хочу Иссыкуль, Сонкуль, Бишкек. Поэтому, чтобы раскачать новое направление, это огромная работа и должна идти от туроператоров, чтобы они популяризировали эти места, блогеров, государства, которое будет инвестировать в рекламу этих мест, красивые фото, красивые ролики, красивые видео.
этих мест, карты изображений, как туда проехать, чтобы туристы не боялись С этим заблудиться. ясно. Ты сейчас опять повторяться начнешь. Извини, что перебиваю. Вопрос второй по поводу коммуникации туризма, турфирм и блогеров. Субсидируют ли как-то турфирмы блогеров? Потому что, ну, выпускать контент довольно дорого. Я знаю, что, ну, как фотограф, часто спрашивают: дай фотографии там того, того, того. Денег заплатить нет, денег нет. Ну, мы же для развития Кыргызстана. Вот сейчас как-то это поменялось. За все туркомпании сказать не могу, но знаю многих, и наша компания в том числе, мы уже приглашаем на работу блогеров. Допустим, у нас какой-то интересный маршрут и тур, мы уже договариваемся на платной основе, потому что просто за идею «давайте развивать туризм» никто не поедет. То есть также и блогер может прийти в туркомпанию и сказать: а дайте мне джип на 8 дней, я поеду по стране развивать туризм страны, а ты оплати, пожалуйста, мне джип, питание, проживание, бензин. Кто-то даст машину на благо страны, кто скажет: ребят, извините, это стоит там прилично денег. Поэтому наша компания, мы уже сотрудничаем с нашими фотографами, видеооператорами, с кем-то работаем, берем наши туры, и они уже на зарплате по специальному маршруту делают контент, мы оплачиваем их услуги, они получают денежку, мы используем потом фото, видео в своих работах, своей рекламе. С кем-то мы работаем напрямую с тем, что у них уже есть. Говорим: нам нужно вот фотографии такого-то региона или такой-то горы, или такого-то ущелья. Сколько будет стоить там 10 фотографий? Нам озвучивает цену, если нас устраивает, мы покупаем. Просто так дайте, оно уже, ну, так нечестно. Потому что они также с речью начинают спрашивать туркомпанию: а дайте мне машину, дайте мне гида, дайте мне отель, я хочу там развивать туризм. Ну, и они, в принципе, правы. Они правы. Поэтому кто-то может помогает. Допустим, нам на Сонгкуле, когда пишут блогеры: мы хотим у вас остаться на Сонгкуле, дайте бесплатное размещение. Говорим: хорошо, мы даем бесплатно, но с вас, допустим, 10 фотографий красивых или пару видео дронов. Также я советую всем отелям: помогайте, идите на встречу нашим классным блогерам, известным фотографам, видеооператорам, дайте им размещение или что-то еще, а взамен они вам, допустим, предоставляют 10 фотографий вашего отеля. И вам хорошо, то, что вы не приглашали специально доставку из Бишкека, человека, съемки проводить, и им хорошо. Они едут со своими клиентами или по своему маршруту, и могут поспать там в классном отеле и в обмен поменять на фотографии. То есть это тоже очень, я считаю, хороший вариант. Я вот тоже начал замечать в последнее время, если я вдруг снимаю туристический контент, просто люди звонят из турфирмы, предлагают. Но и они без проблем, если вы снимаете качественный контент, то любая турфирма будет рада, я скажу даже больше, вас просубсидировать в какой-то форме. Ну, любая, я имею в виду, наверное, из тех, которые как состоят в КАТО, которые такие крупные турфирмы и понимают, зачем это делать. В 21 веке все начинают понимать, что очень большая роль красивой фотографии или красивого видео. Для меня такой хороший пример. Мы купили фотографию в Туркменистане одной свадебной машины, которая была украшена в туркменском стиле. Там, знаете, получается, машина, такие Ну, золотые ты мне, у тебя уши. есть эта фотография, я ее вставлю. Да, я ее отправлю. Да. Не описываем ее, покажем просто и все. Да, эту фотографию видел мой клиент, который уже был в Кыргызстане. Он спросил, где это. Просто по WhatsApp сделал скриншот поста, сказал, где это. Говорю: Туркменистан, Ашхабад. Что это? Говорю: свадебная машина. Говорит: пожалуйста, на сентябрь месяц я хочу тур на 7 дней в Туркменистан. И если ты на такой машине сделаешь встречу в аэропорту, чтобы моя жена удивилась, и мы день по городу покатались на ней. То человек просто увидел фотографию машины с декором в национальном стиле и купил тур на 7 дней. Такое же происходит, когда люди видят классную фотку к Ильсу: я хочу в эту страну, тур на 7 дней. Или какие-то еще классные видео наших блогеров, видеооператоров, фотографов. Они высылают скриншот, говорят: где это? Это юг Кыргызстана. Хочу тур. Все, их уже не интересует, хорошие отели, плохие, дорога какая там, были туалеты по дороге. Но они видят классное место, они загораются и хотят его посетить. Поэтому я рекомендую туркомпаниям сотрудничать с фотографами, видеооператорами и не просто дай, а оплачивать. Потому что сделать фотографию, это, извините, нужно поехать в горы, нужна крутая аппаратура, крутые фотоаппараты, нужно время в первую очередь. И потом просто давайте за идею, а я заработаю как туроператор деньги потом на этой идее. Ну, так немножко нечестно. Вот, ну и подводя наше с тобой интервью такое длительное, а то мы уже больше 2 часов разговариваем.
Капец. К концу я все-таки добавлю свою ложку дегтя к твоему этому. Как все у нас хорошо. Но для меня, ты знаешь, почему я в туризме не работаю, потому что я занялся когда экологией и стал экоактивистом. Для меня, в принципе, туризм — это первый вред для экологии. Вот как ты к этому относишься, и будут ли как-то бороться турфирмы с этим совсем? Если Сонкуль возьмем, ну да, он был полностью уничтожен туризмом. Ты, наверное, видел мои фильмы, да? Сейчас эти вопросы решаются, то есть мусор вывозится, строятся туалеты и так далее. С Кельсу вроде тоже как бы будут решать, не будут, непонятно, потому что дестинация провела там вот на этом же замерзшем Кельсу, если ты не видел этот фестиваль, шоу-программу, и там народ бомбануло. То есть как? Э, Ну, вопрос так и не решился. Вот ты как все-таки думаешь, может же ли туризм мирно сосуществовать с экологией? И даже думаю, вопрос на сайте не может ли, а должен. Ли? То есть не должен. Нет, он должен, а не вопрос, можно ли, не можно. Он необходим. Именно мирное существование, допустим, меня радует, что в регионах многих, когда мы начинали работать гидами, в маленьких селах часто были случаи, когда подходили там местные жители, пьяненькие, к туристам. Не то, что они злые были, допустим, а просто любопытные. Ай, давай фото сделаем, откуда, чё, как, на корточки садились и так далее. Но из этого стали эти места убирать из программ туроператоры, где неблагополучная среда была. И сами местные жители, владельцы гостевых домов, местные гиды, водители стали гонять своих хулиганов, и кто там выпивает и так далее, чтобы они не портили им атмосферу. Потом пошло это шире. Они стали гонять тех, кто там плов в поле выходит или в горы, в ущелье. Плов, арак, все это мусор оставили. Туристы пришли погулять, там мусорка. Все валяется, с консервные банки. Стали местные жители первое гонять тех, кто такие пикнички устраивает. Второе, стали делать субботники, убирать мусор. Потому что жители стали понимать, ага, если в моем ущелье рядом будет грязно, то ни один турист не поедет. И они стали заботиться. Сейчас это идет масштабнее. Если к Ильсу сообщество начнет понимать, что это нельзя такое устраивать, а начнут сами гонять, чтобы не было такого безобразия. На Сонкуле и других местах, потому что человек, работая в туризме, он, естественно, не пойдет через дорогу выбрасывать кучу мусора, что турист к нему больше не поедет. Потом начинается уже такое глобальное понимание, что пора думать не только о том, что заработать и выбросить через забор весь этот мусор, а уже защищать свой район, свою территорию, держать ее в чистоте. То же самое в Като, допустим. Сейчас делаются семинары, когда приглашаются с регионов люди. Говорят, пожалуйста, убираем пластиковые бутылки. Вам ничего не стоит поставить те же самые стеклянные графины, купить вот эти большие бутыли, наливать воду туристам, поставить стеклянные бокальчики, как у вас в студии. В отеле они там разовые, пластиковые, которые там на мусор уходят. У нас Всё это граненые сохранять. стаканы без коньяка, видишь, я воду всю выпил. Я персик с собой не принес, чтобы показать тебе наглядно, как работают гиды в Вот, Армении. вот такой у нас кыргызский туризм, в Армению ехать надо. Вот, поэтому сейчас понимание этому идет, и я очень рад, что началось сейчас, а не когда уже слишком поздно. Потому что есть страны, допустим, не будем называть их в эфире, где всех ассоциаций идет сразу: там мусор, грязь, там не хочу туда ехать. Есть такие страны. Вот, кстати, извини, что перебил тебя, сразу хочу задать еще один вопрос. Мы затронули с тобой тему про мусор и грязь и страны тех, которых не хотят видеть себя. Ты как-то заикнулся по поводу туристов из Пакистана и Индии. Вот, стоит ли в Кыргызстан, ну вот, почему и как мы видим, сколько здесь пакистанцев, они остаются здесь, наверное, или как? Вот, можно ли заработать на этих туристах? Нет плохой нации, есть плохие люди, да? У многих предвзятые отношения. Как ты выкрутился, да? Теперь я националистом каким-то выгляжу. Нет, на самом деле, давайте говорить вот откровенно, многие этот вопрос обсуждают, вот приезжают и так далее. Допустим, наша компания имеет партнеров с Индии, 3 большие компании, которые делают только VIP-туры, лучшие отели, лучшие рестораны, лучшие машины, 8-9 дней программы, при этом берут и гида, и механика, и личного повара. То есть клиенты, которые в страну, в Кыргызстан, оставляют больше денег, чем те же самые туристы из Европы.
Хотя они, как вы говорите, там, граждане Индии, допустим, но это люди, которые с 3 высшими образованиями, которые полжизни прожили в разных странах мира. Поэтому всех под одну гребенку. Я тебе говорю про клише, которые ходят. Так, Китай, Индия, Пакистан. Вот 3 клише. Вот Китай тоже, да, наши многие неприязнь. То, что вот приедут, заселят весь Кыргызстан, переженятся с нами со всеми, и будет у нас провинция Китая. В мировых державах туристических Китай стоит на первых местах как поток туристов. Потому что они уже прошли тот период своей истории, когда с Китая все просто сбегали, они уже и сами хорошо работают в своей стране, зарабатывают хорошие деньги, готовы платить за хорошие туры. В многих странах мира в Китае, наоборот, делают безвизовые режимы, турпакеты, потому что поток туристов приезжает очень огромный, и большой процент из них платежеспособных, которые готовы оплачивать классные отели, большие автобусы и там кушать в лучших ресторанах. Но здесь уже вопрос в туроператорах. На кого они работают, с какими компаниями. Кто-то, опять же, однодневки шлепает просто приглашения, их потом хлопают за нарушение, лишь бы там привести в страну. А кто-то находит реальных клиентов, сначала берет у них оплату за тур полноценный по стране, тем самым понимая, что это не иммигрант едет к нему, а полноценный турист. И после того, как клиент ему с Китая, с Индии, с Пакистана оплатил полноценно за тур по стране с нормальными отелями, провел оплату, только потом выдает ему приглашение и контролирует с аэропорта до аэропорта, что он приехал и улетел. Тогда турист счастлив, страна счастлива, ничто не нарушено. А если просто приходит письмо, дайте нам приглашение на 7 дней в Кыргызстан, я дам $50, эту фирма ему выдает, и потом он остается нелегально в стране работать, то, извините, таких нужно уже наказывать. А вы обязательно напишите в комментариях, как вы видите сезон 2025 в туризме Кыргызстана. Вот, что будет хорошего. Сергей, большое спасибо за то, что ты пришел, рассказал такую животрепещущую историю о туризме Кыргызстана, о проблемах, о тем, что нужно делать для того, чтобы развить нашу страну. Ну и твоя мотивационная речь, чтобы все турфирмы выходили из серости и начали регистрироваться, входили в КАТА, потому что чем больше турфирм, как я понимаю, будет в КАТА, тем она будет масштабнее и серьезнее организации. Поэтому пишите в комментариях, пишите в комментариях, что вы думаете о новом сезоне 2025. Хочешь что-то сказать слушателям? Да, часто спрашивают сотрудники туризма из разных регионов, что нужно сделать. Мы обычно говорим одну фразу. Если не хочешь конкуренции, будь выше конкуренции. Соревнуйтесь с самим собой, спросите себя, что было в вашем сервисе вчера, что вы можете сделать сегодня и что вы улучшите завтра. Конкурируя с сами собой, улучшая свой сервис, вы всегда будете первыми в списке у туроператоров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте оставить комментарий. Всем пока-пока. До свидания.